И буквально через считанные секунды мы с вами сможем начать работу нашего форума. Начнется работа ровно в 14 часов по якутскому времени, 8 часов по московскому времени для тех наших коллег, которые подключаются из других территорий. Дорогие друзья, мы начинаем работу нашего форума, и разрешите предоставить слово для приветствия участников форума председателю правительства Республики Саха-Якутия Андрею Владимировичу Тарасенко. Андрей Владимирович, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, меня слышно хорошо? Да, Андрей Владимирович, отлично слышим вас. Спасибо, спасибо. Здравствуйте, уважаемые участники и гости форума. Очень рад приветствовать вас всех от имени правительства Якутии, ну и поздравить с открытием форума. Мы благодарим наших партнеров за поддержку проекта в сфере IT и возможность показать наши разработки и потенциал в этой области. В Якутии мы уделяем большое внимание развитию отрасли. Вот недавно были на встрече с министром связи и инноваций и, соответственно, подписали ряд документов, протокол, в котором развиваем нашу оптиковолокно в республике. Будет построен ЦОД, то есть раскрываем большие, даем возможности в этой части, чтобы больше у нас было задействовано резидентов, ну и развитие отрасли было большое. В 2018 году глава Якутии Айсен Сергеевич Николаев подписал указ о инновационном и цифровом развитии. В рамках заданного курса в Якутии появился первый на Дальнем Востоке IT-парк. Сегодня в нем располагается более 120 резидентов. Это большая возможность для подготовки кадров, разработки уникальных цифровых проектов, повышения эффективности производства. Ну и хочется, чтобы наше сотрудничество стало импульсом повышения уровня технологического бизнеса, значит, качество жизни в республике. Ну и хочется всем вам, друзья, пожелать, чтобы этот форум прошел плодотворно, чтобы много нового вы для себя открыли. У нас тематик, который на сегодня в правительстве, в республике можно работать, это начиная с сельского хозяйства и кончая социальной картой, которая сегодня у нас задача стоит по выпуску ее. И также хочу вам всем пожелать больших вот этих достижений, успехов, ну и благополучия в этой работе. Спасибо вам всем. Большое спасибо, Андрей Владимирович. Уверен, что участники форума примут ваши слова как руководство к действию. Еще раз большое спасибо. И разрешите представить слово для приветствия участников форума председателю Байкальского банка ПАО «Сбербанк» Александру Николаевичу. Да, добрый день, меня слышно? Да, добрый день, участники форума, Андрей Владимирович, коллеги, партнеры, клиенты, всех рад приветствовать, действительно, на очень важном и значимом мероприятии. И хочу сказать, что правительство Республики Якутия и Сбер связывают уже достаточно долгие отношения. И с правительством республики реализовано уже очень много крупных финансовых и инвестиционных проектов. Мы занимаемся кредитованием субъекта, рефинансированием проектов водоканала, реализована коробка по теплу, нам коммун Теплоэнерго. В последнее время расширяется достаточно широко сотрудничество и в мире цифры. И это очень значимо и приятно. У нас есть большой проект «Интеллектуальная транспортная система». Мы ведем, и сегодня вот как раз будем развивать эту тему, разговор о цифровой платформе Сбера, ее возможностях и тех сервисов, которые можно развивать совместно, используя интеллектуал, в
вот уже наработанный в республике, и те сервисы, которые есть в Сбербанке, в Сбере, прошу прощения, в Сбере, конечно. И цифровой день мы планировали провести давно, на самом деле, чтобы как раз рассказать о новых продуктах, о решениях, которые уже сейчас есть, которые есть в экосистеме Сбера, которые эта система предлагает для непосредственно государственного сектора. И очень, конечно же, хотелось встретиться лично. Но мы живем в том времени, в котором живем. К сожалению, это невозможно сейчас. И вот эти ограничения, в которых мы живем, тем не менее, научили нас работать по-новому. И вот этот формат, в котором сегодня мы встречаемся, еще раз доказывает это. Я надеюсь, что мы даже в таком формате выработаем те решения, о которых хотелось бы договориться. И даже такой формат позволяет сделать новые как бы открытия, новые векторы для развития. И прежде всего, конечно, новые направления для совместного нашего продвижения и развития. Я думаю, что так или иначе работать в такой форме нам придется еще определенное время. И, наверное, это тоже важный и нужный skills, опыт, который пригодится нам всем. Еще, наверное, один момент, который делает нашу встречу сегодняшнюю уникальной, то, что она проходит не как обычно это проходило в Сбере, как цифровые дни проходят в основном в формате таких подачи материала, лекций, презентаций со стороны Сбера, ДЗО, компаний, которые участвуют в экосистеме. Здесь же мы договорились о том, что совместно с Мининноваций Республики мы отходим от привычного формата и как бы расширяем этот день как раз возможностями, которые представлены прежде всего здесь на территории. И у нас будут выступать представители IT-парка, о котором вот Андрей Владимирович уже говорил. Мы будем искать вместе пути сотрудничества резидентов и компаний группы Сбера. Запланированы круглые столы, как раз на которых будут вырабатываться, наверное, уже практически применяемые решения. И мы бы, конечно, хотели провести сегодняшний день в формате диалога. В формате диалога, очень делового разговора. И, конечно же, нам хотелось бы услышать от вас вопросы, нам хотелось бы видеть ваше активное участие, и я вас прошу об этом, потому что именно диалог, именно открытость разговора дает возможность для всех участников как раз поймать те инсайты, которые нас приведут к определенному прогрессу. Программу цифрового дня мы постарались составить с учетом ваших пожеланий, а также тех задач, которые стоят по цифровизации отраслей экономики. Поэтому в программе хотелось бы выделить такие темы, как цифровая платформа, с помощью которой мы можем решать задачи по обеспечению удобства и доступности государственных сервисов для населения. Это очень важно. Линейки продуктов для медицины, что очень актуально, и образования. Сбер уделяет этим направлениям большое внимание, и есть уже определенные наработки и решения, в том числе с использованием искусственного интеллекта. И у нас много уже проработанных практических инструментов в телемедицине, голосовых сервисах, цифровой школьной платформе. Вы знаете, что на территории Якутия тоже участвует в проекте по цифровой школьной платформе Сбера. Сейчас в ней уже 41 школа, проходит обучение педагогов. И мы заинтересованы так же, как и правительство республики, в том, чтобы здесь, на территории развивались IT-навыки, подрастало молодое поколение уже с таким оцифрованным мышлением. И мы говорили об этом на очной встрече с Алексеем Сергеевичем буквально позавчера. Я тоже благодарен, хочу сказать большое спасибо, что такая встреча в очном формате удалась. По крайней мере, мы давно не разговаривали очно.
И мы для себя наметили как раз вот этот путь, что действительно путь, такой цифровой путь дальнейшего развития экономики региона, он очень важен, и мы точно будем в этом участвовать. Поэтому я очень хотелось бы, и чтобы по итогам сегодняшнего дня, вот обсуждения тех вопросов на круглых столах, мы получили как бы такой перечень совместных возможностей, совместных конкретных мероприятий правительства и Сбера для дальнейшей реализации. Чтобы сегодня мы, ну, по сути дела, выработали проект такой дорожной карты, по которой бы там вместе с вами шли, как я уже сказал, по этому цифровому пути. Я желаю всем продуктивной работы и передаю слово следующему спикеру. Спасибо. Спасибо, Александр Николаевич. Благодарим вас за содержательное напутствие. Я, наверное, частично повторю те слова, которые вы сказали, что вот идея онлайн-форума была активно поддержана, цифрового дня была активно поддержана Министерством инноваций, цифрового развития и информационных технологий республики. И именно Мининноваций предложил новый формат с участием резидентов IT-парка, предложил новый формат в виде дискуссионных площадок. И, коллеги, я с большой радостью хочу предоставить слово для стартового выступления министру инноваций, цифрового развития и информационных технологий Республики Саха-Якутия Анатолию Аскалоновичу Семенову. Анатолий Аскалонович, пожалуйста. Уважаемый Андрей Владимирович, уважаемый Александр Николаевич, уважаемые коллеги, рад всех сегодня видеть. Действительно, Сбер сегодня уже это действительно не просто банк, это и не просто цифровая платформа, это уже, скажем так, такой институт развития, целый такой уже цифровой собственный мир, который драйвит цифровую экономику Российской Федерации. Я это могу сказать, что это не какие-то слова лести, это произошло на наших глазах. Я помню, когда я работал еще в университете, у меня была одна из первых карт Сбербанка. Я с этой картой Сбербанка приезжал в Москву и не мог снять в банкомате Сбербанка по карте Сбербанка деньги. Да, и меня отправляли в центральный офис Москвы. Я ехал на метро, писал заявление в бумажном виде, чтобы мне... Вот я показывал карту Сбербанка, говорю, это же Сбербанк, они говорят, да, но мы деньги выдать не можем, да. Переживали разное время, и на наших глазах вот команда Германа Оскаровича сделала из большой советского наследия, скажем так, такого огромного, да, такую эффективную цифровую, скажем так, сейчас это превратился уже в супер-эп, да, на уровне, я не знаю, там, Google и там AliExpress и других супер-эпов, которые в мире сейчас развиваются, и это произошло на наших глазах. Это, мне кажется, самое главное, что сделал Сбер. То есть они доказали, что, в принципе, при правильном подходе, при правильных постановках задач, при правильной команде, да, и уровне специалистов можно добиваться, ну, реальной цифровой трансформации. То есть вот все сейчас говорят про цифровую трансформацию госуправления. Мы, наверное, сейчас испытываем те же трудности, что испытывал в свое время Сбербанк, да, потому что тоже огромная территория, огромные, скажем так, ну, у нас три барьера основных. Это первый барьер – это инфраструктурный, то есть нам нужно тянуть линии связи, быстрого волокна, как вот Андрей Владимирович сказал. Сегодня мы подключили 87% населения к быстрому интернету, построили 9 тысяч километров ВОЛС, 269 населенных пунктов, то есть это, в принципе, за 8 лет довольно, я считаю, хорошие объемы, учитывая, что мы, в принципе, с республикой на это направление деньги не тратим, да, это в основном федеральные деньги, деньги корпораций и деньги муниципалитетов. Также мы развиваем 4G, да, то есть сегодня, благодаря вот развитию этой инфраструктуры, банковские услуги доходят до населения. Сегодня Сбербанк онлайн и другие сервисы госуслуг пользуются популярностью среди населения именно через смартфонов. Я хотел бы сказать, что Якутия находится на первом месте по проникновению смартфонов среди населения, это больше 85%. Проникновение мессенджеров тоже самое высокое, а самое главное, вот показатель, который нам говорят сотовые операторы, это примерно
То есть люди, среднестатистический якутянин проводит в интернете в 3 раза больше, чем обычный, ну, среднестатистический житель Российской Федерации. То есть, да, это большой показатель именно того, что когда мне вот спрашивают, в чем секрет вообще цифровизации республики, это вот, я считаю, главный секрет это в нашем населении. Потому что какой бы ты сервис ни придумывал, если им не пользуются, значит, ну, он, во-первых, никому не нужен, а во-вторых, цели ты не достиг. А вот именно наше расстояние огромное, что у нас нету некоторыми населенными пунктами круглогодичной дорожной связи, там, да, не со всеми населенными пунктами, не везде есть там даже и какие-то сервисы, которые доступны в больших городах, то интернет сегодня это единственный способ вообще доведения государственных или иных сервисов до населения. Поэтому для нас цифровизация республики – это не праздный вопрос, это наша цель главная, потому что управлять такой территорией без цифровизации невозможно просто сегодня. Ну и, конечно, второй после инфраструктурного барьера, куда входит в том числе дата-центр, который у нас сегодня работает дата-центр правительства, который централизовал все сервисы государственные, но мы хотим сделать опорный дата-центр, который сможет, это как сервис в том числе и для бизнеса. Потому что мы это тоже проходили, когда сервера были в каждом министерстве, на соплях там под каждым столом стояли компьютеры, да, и сейчас всего этого нет, сейчас у нас все централизовано, обеспечена информационная безопасность, мы недавно прошли проверку в СТЭК, да, проверку ФСБ, то есть мы на самом деле сегодня у нас, мы порядка 10 тысяч DDoS-атак ежедневно отражаем на нашем сервере, да, и, как говорится, справляемся с этим. Но сегодня это нужна инфраструктура для университета, для Якутскэнерго, для банка, для крупных компаний и в том числе для мелкого бизнеса, потому что такой услуги, такого сервиса в городе, к сожалению, нет. Но мы это в ближайший год этот проект реализуем, и там будет не только SaaS-система, там облачный сервис, но в том числе и коллокейшн, да, когда люди смогут размещать свое железо. Ну а вторая проблема, второй барьер – это, конечно, именно человеческий, именно трансформация людей. Здесь, конечно, мы активно работаем с нашими учебными заведениями. У нас в Якутске открыто 50 частных IT-школ, да, то есть практически около 2500 детей занимается в этих частных IT-школах. И, конечно, мы сейчас с Министерством образования говорим о том, что этот проект масштабирует на всю республику. Мы открываем IT-центры в районах. Вот недавно я был в Усолданском районе, в Покровске, открыли IT-центры, где мы будем обучать не только детей, но и взрослое население. Вот, мы считаем, что вот в отрасли IT мы можем создать 10 тысяч рабочих мест, вот именно экспортно ориентированных. Кстати, хочу сказать, что компания Майтона в Якутске создала, ну вообще у них 1000 человек работает, в Якутске они создали 650 рабочих мест и являются одним из крупных налогоплательщиков в городе Якутске. То есть где-то по НДФЛ город Якутск только получает, так как это половина, они город получают там, да, от НДФЛ, ну около половины, 50 миллионов рублей получает только от выплат компании Майтон, это город. То есть, ну и республика получает с этого деньги, да, то есть компания, которая начинала в 2012 году, в принципе, которая платит там больше 100 миллионов рублей только НДФЛ, это, я считаю, неплохой показатель, можно идти дальше, да. По данным Центробанка, экспорт IT-услуг на Дальнем Востоке мы занимаем 85%, это примерно в прошлом году 28 миллионов долларов, это 2 миллиарда рублей мы экспортируем вот, в части IT. Но я думаю, нас эта цифра не устраивает, конечно, мы должны дойти до показателя где-то примерно 80 миллиардов. Вот, будем кратно увеличивать эту цифру, но я думаю, что эта цифра достижима. Что касается наших вот институтов развития, я хотел бы вот сегодня на дискуссионных площадках будем разговаривать. Мы вот как со Сбербанком, с Александром Николаевичем на встрече с главой проговаривали это. На самом деле у нас проектов очень много. Я сегодня готовил презентацию, но решил сегодня ее не показывать, потому что, ну, это будет как, займет очень много времени.
Но я надеюсь, что ребята покажут свои проекты. У нас есть проекты как в области e-commerce, да, то есть у нас есть проекты такие, как там GoGo Courier, Pricebox или MyPoint, что, в принципе, в условиях пандемии на самом деле поддерживают малый и средний бизнес, делают сервис удобным. Я вообще хочу сказать, что в Якутске вообще уникальная ситуация такая, то есть у нас очень много собственных сервисов. Я вот, чтобы не быть голословным, все-таки вот часть этой презентации, наверное, коротко покажу сейчас, да, если коллеги не... Видно, да, коллеги? Так. Видно. Видно, да? Сейчас сделаю ее большой. Я вот сейчас покажу, InDriver все прекрасно знают, да, то есть я к тому, что у нас сервисы появляются, то есть мы очень долго жили сепаратно, да, в плане вот развития, у нас очень много сервисов, у нас есть, допустим, сервис по доставке воды. Вот Водопад, да, там все 39 компаний, которые доставляют воду, у нас это сделан app, и все заказывают воду через приложение. То есть мы одними из первых там начали продавать билеты в кино через сервис Афиша ИКТ, да, то есть и сейчас я вот покажу просто какие. Это вот InDriver, да, это он третий в мире по топ-3 по агрегаторов такси, 50 миллионов пассажиров, да, по всему миру, 300 городов в мире. Вот. Майтон это вот оборот более 9 миллиардов рублей. Спасибо. Вот, как я Майтону уже рассказывал, да, это компания, которая производит игры. Вот, Фантастик — это компания, которая производит тоже игры, Resident IT Park. Их игра Radiant One попадала в рейтинг топов компании Apple, да, и она была установлена на всех устройствах Apple в прошлом году. Да, сегодня уже она расширяет свои границы, и вот в декабре будет релиз новой игры, супер игра такой Survive для как раз персональных компьютеров. Вот. Bunter Life — это как раз, кстати, слово Сбербанка. У Сбербанка есть акселератор вместе с 500 стартапами. Вот. Наша компания прошла там акселерацию. Герман Оскарович лично вручал этой компании как победителю вот, акселерационной программы Сергею Протопопову. Сбер уже вошел в долю этой компании, 10 миллионов рублей проинвестировали, купили долю этой компании, так же, как и Фонд развития интернет-сетей. Это стриминговая платформа по продажам. Они 45 тысяч книг Оскара Харпмана продали за 2 месяца, поставили рекорд вообще Гиннесса в плане продажи книг через онлайн-платформы. Да. Сейчас они продают книги Рябенького и других издателей, то есть они сейчас входят вот в топ по продажам книг. Вот как я говорил, GoGo Courier, то есть да, сейчас этот сервис развивается уже в других городах, и в Якутске он уже набирает на обороты, то есть доставляет, это примерно как Delivery Club там и прочие проекты. Медсеть, то есть сейчас во время пандемии это было очень важно, чтобы вызывать врача на дом. И, кстати, те поликлиники, которые подписались на медсеть, снижались нагрузка на колл-центр. Вот мы, Александр Николаевич, обсуждали с вами. Вот, да, сейчас вот мы за счет этих платформ, и там параллельно еще развивается облачная поликлиника. Это онлайн-консультации, запись на прием, вызов на дом. Да, то есть 350 тысяч подписчиков сейчас у этой платформы, и это тоже разработка одного из нашего резидентов. Вот коллеги из банка рассказывали про платформу сканирования легких. Мы эту платформу разработали, наш резидент, компания Skyberia. Обработано более 10 тысяч снимков, то есть точность 95-97%. Вот. И сам процесс занимает уже 45 секунд. То есть, и вот недавно они презентовали 3D-модель, да, когда окрашивали пневмонию красным цветом, и это позволяет, 15 медицинских учреждений республики подключены, и это ускоряет процесс вообще диагностирования и поставки точности. Да, это мы сейчас уже эта платформа работает, это наша разработка. Скиллометр, это она, кстати, вошла в топ-300 проектов, которые были агентство стратегических инициатив проводило. То есть она замеряет именно способности soft skills и hard skills ребенка.
да, то есть именно в цифровом виде, и потом предлагает им, если у ребенка есть пробелы там, в каких-то знаниях, предлагает им конкретные занятия, да, то есть по дистанционному образованию. Бедроид, да, который сегодня уже стоит на страже вот, в борьбе с ковидом, обеззараживает поликлиники, школы. Вот, и у нас есть планы сработать с РЖД по очистке вокзалов, там, аэропортов Домодедово и других больших помещений. Pricebox – это тоже такой маркетплейс маленьких магазинов. Сейчас работает уже в 33 городах, да, уже средний оборот в месяц 2,5 миллиона рублей, да, через этот продукт. GRI – это вот тоже обеззараживающая штука, которую мы устанавливаем на автобусах в городе Якутске, в машинах, в домах. То есть это тоже такой вот уникальный проект. Zippy, Run в Zippy, то есть можно, это интерактивный трекер для бега. Ну, то есть я к чему сейчас говорю, да, то есть проектов очень много. Я сейчас специально, ну, чтобы не слишком занимать время, не буду про все рассказывать, но я просто хочу сказать, что я очень надеюсь, Александр Николаевич, что после нашей вот сегодняшней сессии разговоров мы найдем точки соприкосновения со Сбером. То есть мы хотим брать те решения, которые у Сбера есть, внедрять там, да, как быстрые победы. То есть там, где у нас, может быть, пробелы, дырки, это надо перенимать. Я еще раз говорю, что мы хотим школу 21 здесь запускать, да, то, что вот сейчас Сбер сейчас это делает, это очень уникальная школа, я считаю, для подготовки специалистов. Вот. Ну и Сбербанк, чтобы рассматривал наши проекты для внедрения в свою экосистему. Вот мы недавно, Александр Николаевич, ВКонтакте проводил хакатон, вот мы проводили в Якутске хакатон как главная точка на Дальнем Востоке и разрабатывали платформы для платформы ВКонтакте. То есть ребята, они практически бесплатно разрабатывали себе внутри ВКонтакте себе там какие-то решения, сервисы. И это очень классный подход, когда, допустим, Сбер ставит свои задачи, мы собираем ребят и делаем какой-то хакатон или какой-то конкурс для того, чтобы наши ребята для экосистемы Сбера что-то делали. Потому что вот это открытые инновации, поиск вот этих решений можно будет и найти в Якутске. Да? У нас мы работаем с Алрос IT, с Северсталью, с крупными корпорациями и помогаем им находить решения на рынке. То есть та экспедиция, которую мы сейчас делаем, 42 города из Российской Федерации участвовали, и мы помогаем оцифровываться крупным компаниям. Вот мы сейчас помогаем Алмаз-Регионбанку тоже делать свою цифровую платформу. Скоро выйдет мобильное приложение 3.0 Алмаз-Регионбанка. И мы надеемся, что со Сбером мы тоже вот найдем точки соприкосновения. Спасибо, коллеги. Спасибо большое. Большое спасибо, Анатолий Аскалонович. Уважаемые коллеги, далее мы с вами начинаем работу сессии, в которой прозвучат выступления компаний, дочерних обществ, входящих в экосистему Сбера. И начнем мы работу этой сессии с моего выступления. Коллеги, меня зовут Алексей Зизюлин, я являюсь руководителем якутского отделения Сбербанка. И сегодня мне выпала честь рассказать об общих трендах и об опыте цифровой эволюции Сбербанка. Я включаю демонстрацию экрана. Так, надеюсь, что экран мой видно. Коллеги, нам с вами довелось жить в эпоху четвертой промышленной революции, и пусть это уже, наверное, какие-то прописные истины, но не могу не сказать о том, что вот те изменения, которые оказывают на нашу жизнь такие явления, как искусственный интеллект, как робототехника, как нейротехнологии, они меняют ландшафт сегодняшней реальности, сегодняшней жизни, наверное, так же, а может быть и даже более сильно, чем в свое время такие эпохальные свершения, как появление парового двигателя, электричества, автомобиля или компьютеров. И
Объем данных, который генерирует сегодня человечество, он просто огромен и продолжает расти, причем неравномерно увеличивая темпы роста в каждый последующий период. Есть такие оценки, что объем данных, который один человек генерирует сегодня только за один день, составляет порядка 500 мегабайт в среднем. И это может быть все, что угодно, начиная от данных о банковских транзакциях, заканчивая данными о частоте пульса или данных о геолокации, которые генерирует каждый телефон сотовый или каждый браслет и умные часы. И генерируют их буквально ежесекундно. И по некоторым оценкам этот объем данных уже в ближайшем будущем, буквально через 25 лет, превысит значение в 1,5 зеттабайт. В общем-то, такой меры измерения объемов в общепринятом обиходе не было еще, наверное, несколько лет назад. Ну, чтобы так проиллюстрировать, насколько это много, это миллион миллионов гигабайт. И что очень важно, современные технологии позволяют не только хранить все эти данные, а человечество учится и уже умеет извлекать из этих данных пользу. Почему стало возможно извлекать из этих данных пользу? Ну, прежде всего, потому что дешевый относительно и становящийся все более дешевым ресурс в виде вычислительных мощностей компьютеров имеется на сегодняшний день в достаточном объеме. Рост производительности компьютеров также растет и не собирается останавливать свой темп. Ну и кроме того, появляются технологии, которые позволяют их хранить, передавать и обрабатывать данные, делать это быстро и недорого. И, в общем-то, уже сейчас технологии обработки данных в виде машинного интеллекта позволяют решать человеческие задачи, человеческие проблемы лучше, быстрее и дешевле, чем это делает сам человек. Эти процессы неизбежно приводят к тому, что себестоимость, структура себестоимости продуктов, которые выходят на рынок, она значительно изменяется. Если на заре нынешнего века почти половину стоимости составляла разработка продукта, то уже сейчас, по сути, половина, а может быть уже и больше в себестоимости занимает продвижение продукта на рынок. Разработка все доступнее и дешевле, а выход потребителю все сложнее и дороже, потому что, в общем-то, и платить нужно за этот выход тому, у кого есть доступ. Еще один важный тренд в современном мире – это искусственный интеллект. Он уже стал неотъемлемой частью нашей жизни. Это, наверное, один из главных инструментов или способов извлечения пользы из накопленных человечеством данных. По сути своей, это способность автоматизированных систем использовать данные, учиться на них и достигать тех целей, которые перед этими автоматизированными системами ставятся, и в том числе устанавливать и достигать этих целей самостоятельно, без участия человека. Все, наверное, знают, но повторю об этом, что есть понятие сильного и слабого искусственного интеллекта. Сильный, по сути, в какой-то перспективе может решать интеллектуальные задачи на том же уровне, на каком это делает человеческий разум, но вся штука в том, что такого искусственного интеллекта пока нет, и не факт, что он вообще может быть, многие в этом сомневаются. А слабый искусственный интеллект, хоть и название его звучит вот так, наверное, не очень менее звучно, чем сильный, но тем не менее он уже сейчас решает конкретные специализированные задачи, он уже реализован в сегодняшних технологиях, и в решении этих повседневных задач он уже сегодня превосходит возможности человека, помогая людям уже сейчас в совершенно конкретных задачах, например, в распознавании текстов, в переводе или даже в управлении беспилотным автомобилем. Надо сказать и о том, что инвестиции в искусственный интеллект на сегодня одно из самых быстрорастущих направлений инвестиций, в частности, вот в Китае и в Соединенных Штатах объем инвестиций
в искусственный интеллект прирастает, соответственно, 70 и на 50% в год, а общий объем инвестиций к 2022 году в искусственный интеллект по некоторым оценкам достигнет уровня порядка 52 миллиардов долларов. Для сравнения, это больше, чем вся стоимость Манхэттенского проекта по созданию атомной бомбы. Постоянно усложняются и задачи, которые решает сегодня искусственный интеллект. Термин «умный город», в частности, применяется уже во всем мире. Примеры использования искусственного интеллекта в умных городах, они позволяют решать те задачи, которые еще совсем недавно казались практически неразрешимыми. Например, один из тех примеров, который приведен на этом слайде, система датчиков Сиднея, которая позволяет определять загруженность улицы, автоматически управлять работой светофоров и распределять транспортные потоки без каких бы то ни было пробок и заторов. Это реально работающие вещи, что очень здорово, что и в нашей стране, и в частности в городе Якутске, в якутской агломерации сейчас ведутся работы по созданию интеллектуальной транспортной системы, которая эти же задачи должны прикладным совершенно образом научиться решать и на нашей территории. Искусственный интеллект используется и в компаниях, в экосистемах, в целых странах. Сегодня искусственный интеллект выполняет роль или может уже заменять реальных представителей настоящих профессий. Это и аналитика снимков, о которой мы сегодня уже говорили, и виртуальные дикторы, художники, переводчики. То есть это реальные работы, которые на сегодняшний день выполняются искусственным интеллектом. Не отстает в этом отношении и банк, и конкретно в Сбере. Сегодня очень большая часть прикладных задач решается с использованием инструментов искусственного интеллекта. Вот назову лишь несколько из примеров, где сегодня искусственный интеллект в жизни банка используется. Это и антифрод по переводам физических лиц, это аналитика, позволяющая выдавать корпоративным клиентам кредиты за 7 минут. Это использование графовой аналитики в рамках кредитного процесса для быстрого и качественного принятия решения и формирования качественного кредитного портфеля. Еще одно направление, о котором я скажу буквально вскользь, цифровая платформа банка. Сегодня участникам форума о нашей цифровой платформе подробно расскажет Олег Винниченко. Я скажу лишь о том, что Сбербанк, тогда еще Сбербанк, а не Сбер, за годы своей цифровой трансформации решил настолько сложные масштабные задачи по интеграции и унификации программного своего обеспечения и инфраструктуры IT-решений, и по факту создал уникальную по своим качествам цифровую платформу, на которой сегодня разрабатывает и эксплуатирует свои сервисы. И сегодня цифровая платформа Сбербанка, уже Сбера, стала доступна для внешних пользователей, для разработки и промышленной эксплуатации своих сервисов. Сегодня мы об этом поговорим еще более подробно, а я скажу несколько слов об экосистеме. Вы часто слышите этот термин. Исходно экосистема – это термин, обозначающий биологический термин, обозначающий сообщество живых организмов. Однако еще в 1995 году с легкой руки профессора Джеймса Мура, который издал свою книгу о бизнес-экосистемах, этот термин начал восприниматься немножко по-другому. Экосистема в бизнесе позволяет создавать реальную ценность благодаря тому, что для клиента ценность генерируется за счет бесшовного опыта и, по сути, снижения стоимости товаров и услуг, когда разные товары и услуги приобретаются и используются в рамках одной экосистемы. А для компании генерируется ценность за счет того, что в портфеле клиента увеличивается доля именно этой компании, предоставляющей более широкий перечень услуг. Ну и, соответственно, частота использования сервисов именно этой компании, этой экосистемы значительно увеличивается. Прошло не так много времени с введения этого термина, и, в общем, теория получила практическое подтверждение. Бизнес-экосистемы, они уже уверенно завоевывают рынок, и уже сейчас самые дорогие компании мира – это
безусловно, их можно назвать классическими экосистемами. Это и Apple, Amazon, Alibaba, все компании, которые вы прекрасно знаете. Ключевыми отличиями от холдинга, что отличает экосистему, это наличие объединяющих элементов, общая технологическая платформа и тот самый бесшовный клиентский опыт, который, собственно, позволяет за счет вирусного эффекта увеличивать проникновение в клиента, делать экосистему более интересной для него. Именно поэтому в стратегии Сбербанка до 2020 года ключевой стратегической задачей стало создание экосистемы финансовой и других сфер жизни. Причина, почему Сбербанк пошел в экосистему, это конкуренция, которая со стороны технологических компаний именно в финансовом рынке возникала. Ну и экосистема дала возможность нам конкурировать с технологическими компаниями не только на своем рынке, но и, что называется, на их территории. Сбер сегодня строит партнерство. Часть компаний создаются нами самостоятельно, меньшая часть – это приобретение на рынке, но основной сценарий для развития экосистемы – это совместные предприятия с теми, ну, наверное, правильно назвать их именно лидерами индустрий, в которые Сбербанк на сегодняшний день входит, Сбер входит. Сегодня в экосистему входит около 50 компаний, и мы представлены во всех сегментах, наверное, в очень многих индустриях, и представлены как услуги для частных клиентов, услуги для бизнеса и услуги для госорганов и власти. Витрина сегодня экосистемы уже превосходит витрину, собственно, банковского бизнеса, и экосистема продолжает развиваться и изменяться. Мы реагируем на запросы клиентов, и каждый раз, с каждым днем экосистема меняется и трансформируется. 24 сентября мы представили на технологической конференции Сберконф новый бренд компании, и мы действительно сегодня уже далеко не только банк, мы Сбер, целая экосистема различных сервисов. Если раньше мы выглядели вот так, когда все наши компании были несвязанным набором аффилированных компаний с банком, то сейчас это немножко по-другому. Всю нашу экосистему объединяет и технологические элементы, и единая подписка, и семейство виртуальных помощников. Мы можем говорить, что мы превратились в классическую экосистему. Наверное, мы сегодня можем говорить о том, что экосистемный подход может и должен быть свойственен и для региона, и он пойдет на пользу именно для развития региона. По-другому, наверное, и быть просто не может, ведь и общая технологическая платформа, и бесшовный клиентский опыт, несомненно, способны добавить эффективности на всех уровнях взаимодействия в регионе, от населения, предприятий до администрации муниципальных образований. И завершая свое выступление, я хочу сказать, что для реализации задачи цифрового развития региона мы для себя видим важным ответить на несколько вопросов. И в какой-то мере мы попытаемся на эти вопросы ответить сегодня в ходе дискуссионных наших площадок, сессий. Во-первых, какие задачи помогает решить цифровая трансформация в конкретных отраслях, какие лидеры способны провести эту трансформацию и что нужно для того, чтобы обучить их. Какая цифровая бизнес-модель подойдет для региона в будущем в каждой из отраслей. Ну и, конечно, конкретизировать, как мы поймем, что мы достигли цели и что должно быть желаемым результатом. Практика Сбербанка и Сбера уже сегодня предусматривает проведение презентации возможностей выявления потребностей и презентацию возможностей региона, что мы сегодня тоже будем делать в рамках выступления резидентов IT-парка, и хорошим результатом нашего роуд-шоу, назовем его так, или нашего цифрового дня, должен стать проект дорожной карты, которую мы сможем представить на рассмотрение правительству республики, и которая, уверен, в будущем принесет реальную пользу всем жителям республики и самому региону. Благодарю вас за внимание, коллеги, и хочу предоставить слово Олегу Алексеевичу Винниченко, исполнительному директору дирекции цифровые решения для регионов Сбера,
для презентации цифровой платформы Сбера. Спасибо. Олег, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, Андрей Владимирович, добрый день, участники форума. Да, позвольте продолжить дискуссию в части цифровой трансформации, особенно, наверное, касающейся государственного сектора и сектора государственного управления. Поэтому хотел бы представить вам цифровую платформу Сбербанка, о которой уже сказал Алексей, и рассказать о том, как мы ее используем внутри банка и как мы ее планируем использовать, ну и предлагаем и федеральному, и региональному правительству по созданию на ней новых сервисов, как было уже действительно сказано, новых сервисов для граждан, для населения, для бизнеса, для того, чтобы предоставлять лучшие сервисы и в части, скажем так, формирования и клиентского опыта, и предоставления сервисов в части тех жизненных ситуаций, с которыми каждый из нас сталкивается. Действительно, цифровая платформа банка – это набор сервисов как динамической облачной инфраструктуры, это PaaS и IaaS-сервис, это сервис PaaS как некая сама действительно платформа, и SaaS-сервисы, которые позволяют быстро создавать новые продукты, услуги и приложения для создания лучшего клиентского опыта. Также как опыт, скажем так, в бизнесе, так и опыт в части и госуправления, и в части взаимодействия государства и граждан. Почему мы пришли к созданию данной платформы? Как уже было сказано Алексеем, действительно банк в рамках своей стратегии трансформировался и из, возможно, скажем так, той организации, о которой сказал министр, мы превратились в инновационную компанию. То есть мы в одно время увидели, что банк обладает порядка 150 системами, которые постоянно необходимо было между собой интегрировать для того, чтобы создавать новые продукты. Мы видели то, что в различных системах находятся различные данные о наших клиентах, обслуживание клиентов в различных каналах было достаточно сложно, то есть каждая система представляет канал, под каналом мы имеем в виду, например, мобильные приложения, это наши отделения или банкоматы. Данные были разрознены, поэтому в разных каналах клиент видел себя по-разному, и это, конечно, доставляло сложности и нам, и клиенту. И в этом случае мы видели, что мы достаточно долго и медленно выводим новые продукты, мы постоянно дублируем затраты между подразделениями, потому что каждое подразделение создавало свою систему. Мы видели о том, что действительно есть непрозрачность этих расходов и отсутствие унификации, потому что в каждом подразделении создавалась своя система по различным архитектурным требованиям и правилам. Мы пришли к тому, что мы разработали в течение нескольких лет цифровую платформу. В данный момент на эту платформу переведены порядка 80% тех сервисов, которыми мы пользуемся внутри, теми сервисами, которые пользуются граждане, включая наше мобильное приложение Сбербанк онлайн. И на текущий момент мы видим, что сервисы мы можем выводить быстрее. Мы создали несколько, ну, скажем так, слоев данной платформы, о которой я скажу далее. Мы снизили затраты на IT, потому что, создавая новые решения, новые сервисы, как команды разработчиков, не нужно создавать уже, скажем так, технологический сервис, они уже созданы. И есть возможность многократно переиспользовать те решения, которые были созданы предыдущими командами. Вот это, на наш взгляд, является ключевым, так как, создав один раз решение, например, по использованию цифровой подписи, это решение можно многократно переиспользовать, тем самым сокращая затраты. Мы унифицировали архитектуру, то есть сейчас каждое подразделение работает по единым архитектурным требованиям, тем самым мы и повысили качество контроля и улучшили качество обслуживания как внутри банка, так и населения, и граждан, и бизнес, которые являются нашими клиентами. В свою очередь, в данный момент мы реализуем несколько проектов. Ну, я имею в виду отдельный проект, это с федеральными органами исполнительной власти, это в рамках постановления правительства, которое вышло несколько месяцев назад, это постановление по гостеху, да, мы действительно проводим сейчас несколько пилотов с федеральными органами исполнительной власти, предоставляя нашу платформу для создания на ее основе сервисов,
как для трансформации внутри ведомств, так и для взаимодействия и с бизнесом, и с гражданами. В региональном государственном секторе мы видим то, что применение платформы может стать, скажем так, единой точкой входа для сервисов и для предоставления сервисов для граждан, как было уже сказано о том, что, например, большая, скажем так, территория, когда человеку для того, чтобы, ну, гражданин для того, чтобы получить тот или иной сервис, иногда приходится преодолевать достаточно большие расстояния, это позволяет действительно создавать сервисы для граждан по их жизненным ситуациям, быстро эти сервисы выводить в каналы и давать возможность гражданам меньше, скажем так, времени проводить и там в дороге, в пути, и не собирая значительное количество, например, каких-либо документов, потому что большинство большое количество информации уже есть в государственных информационных системах. Это, например, показал наш опыт взаимодействия с коллегами из Татарстана. То есть мы видим большой фокус, который может дать платформа для населения, а для власти это тоже может дать достаточно хороший импульс по созданию, например, единой базы данных для баз данных населения и повышению качества госуправления в части создания единых данных, например, о населении или об объектах, например, малого и среднего предпринимательства. То есть вся информация, которая может быть аккумулирована на единой платформе, есть возможность предоставлять проактивно услуги, когда не гражданин и не, например, бизнес обращается за субсидиями или поддержки, а когда мы уже проактивно можем предоставлять населению, особенно в текущее время, ту поддержку, которая ему необходима. Также мы видим о том, что в коллаборации может выступать и бизнес, который может получить действительно поддержку, а также бизнес, который может встраивать свои элементы и сервисы в экосистему, которая разрабатывается, скажем так, не только банком, но и, например, региональным правительством, когда есть взаимодействие и бизнеса, и власти, и населения. Ну и, наверное, ключевое, что тоже можно отметить, это безопасность обмена и инновационность. Дальше я расскажу коротко о структуре платформы, как действительно было отмечено все те разработки и все те ключевые направления по инновациям, которые были озвучены, здесь присутствуют. То есть мы выделяем в платформе 6 горизонтальных и, например, 3 вертикальных слоя. Это первый слой – это канальные приложения, то есть здесь сказано о том, что единая фронтальная система – это взаимодействие с, например, гражданами, с бизнесом через мобильные приложения. То есть мы через наши каналы поддерживаем возможность взаимодействия. Продуктовые фабрики – это там, где происходит непосредственно разработка приложений. Здесь есть возможность, например, разрабатывать значительное количество приложений одновременно. То есть в банке работают порядка 1000 команд, и все они работают в своих продуктовых фабриках, быстро создавая продукты и выводя их на рынок. Дальше слои больше технологические – это общеприкладные сервисы, общетехнологические сервисы, фабрика данных и динамическая инфраструктура с возможностью подключения суперкомпьютера к Cristofari, если в рамках, например, разработки тех или иных сервисов вам необходимо создать ML-модель и ее быстро обучить. Обладая значительным количеством данных, вы можете обучить эту модель, быстро ее имплементировать в необходимое приложение и дальше, конечно, предоставить это приложение для использования гражданам или бизнесу. В вертикальных слоях как раз присутствует искусственный интеллект. Это как мы можем выделить слой, который может быть практически использован на любом из горизонтальных каналов. Следующий слой – это облачная интеграция, мы ее назвали Synapse, и один из слоев, который мы также можем выделить, это SberWorks, это единый DevOps-конвейер, то есть это единые правила разработки, регламентированный, который позволяет более качественно вести процесс разработки. Здесь представлена некоторая модель
использование платформы уже в качестве, скажем так, взаимодействия с, например, там, гражданами, организациями или сотрудниками, то есть слой канальных приложений – это как раз-таки приложение в виде, например, веб-интерфейса, приложение в виде мобильного приложения или взаимодействия, например, через определенное приложение МФЦ. И единая фронтальная система, получается, поддерживает и аутентификацию, авторизацию, оповещение, возможно, какие-то системы планировщика. То есть также, если есть необходимость взаимодействия, например, в следующем слое, например, с МЭДО, с СМЭФ или, например, с ЕСЕ по авторизации и идентификации граждан. Следующий слой – это общеприкладные компоненты. Здесь как раз-таки возможно, например, ЭДО с госорганами, единый профиль клиента, профиль сотрудника, единый каталог услуг или система нормативно-справочной информации. И ниже идут уже ядро платформы. Это технологические сервисы, которые уже готовы, их не нужно писать заново, вы их можете сразу же ими воспользоваться. Если мы говорим уже о том, чем платформа отличается от других цифровых сервисов услуг, то мы ключевым здесь видим омниканальность, то есть мы говорим о том, что клиент, гражданин или другой субъект взаимодействует с нами, и бизнес во всех каналах выглядит, получается, одинаково. То есть мы поддерживаем омниканальность и возможность развития. Следующее, мы можем выделить действительно некую гибкость, когда мы можем при выводе сервисов их гибко тестировать, например, на определенной выборке, и в дальнейшем уже дальнейшее приложение или сервис выводить в продуктив. Ключевым мы также можем отметить как некая независимая разработка на платформе. То есть в этом случае, если, например, в регионе существует несколько, например, десятков информационных систем, то команды разработки при разработке данных систем не, скажем, мешают друг другу в рамках своих продуктовых фабрик. Они работают независимо и при этом могут, например, переиспользовать те сервисы или решения, которые они создали в рамках своих деятельностей. То есть вот этот ключевой вопрос переиспользования, она должна снизить нагрузку, например, на региональные бюджеты, так как один раз создав тот или иной компонент, его можно многократно переиспользовать. Ну и ключевым мы также, наверное, видим это надежность. Мы в банке при обслуживании клиентов достигли уровня доступности системы 4 девятки. Это доступность системы, ну, практически 100%, то есть это не более 1-2 часов простой системы в год. Ну и ключевым также можем отметить это использование динамической инфраструктуры, то есть это линейное динамическое масштабирование, когда при каких-либо обстоятельствах вырастает нагрузка на то или иное приложение, то инфраструктура самостоятельно выделяет необходимую мощность для этого приложения. Тем самым приложение не зависает и не падает, предоставляя необходимые мощности, мы поддерживаем работоспособность данного приложения. Прикладные технологические сервисы, как мы уже сказали, это некие клиентоцентричные сервисы, которые имеют, скажем так, помощь кросс-продуктового профиля. И здесь, наверное, опять же могу отметить, что банком уже создано достаточное количество тиражируемых компонент, те, которые могут уже изначально использованы быть разработчиком при создании сервисов. Также хочу отметить, что платформа построена на open-source технологии, то есть мы видим, что это вендоронезависимость и отсутствие санкционных рисков. Ну и ключевое здесь оптимизация стоимости владения, так как не нужно платить за дорогие лицензии, например, там Oracle, IBM или других вендоров. Все построено на open-source технологиях. Про горизонтальную масштабируемость мы тоже уже проговорили. Это возможность работы на стандартном x86 оборудовании. Ну и выбор технологических решений. Здесь действительно можно выбрать уже и применение, например, баз данных традиционных, возможно, Oracle, возможно, это и PostgreSQL, а также применение in-memory технологий для
вычислений. Наверное, стоит также отметить некоторое различие между созданием, например, монолитных решений и платформенных решений. То, что здесь мы привели, это когда создано монолитное решение, то добавляя часть, ну, создавая какие-то новые сервисы, на этом нам необходимо, опять же, перетестировать полностью и фронт-часть, и бизнес-логику, и технологическую часть. А когда мы говорим про платформенные решения, здесь у нас существуют определенные компоненты, за которые отвечают, например, те или иные команды, и добавляя новый элемент, объем перетестирования значительно снижается, и тем самым мы еще видим, что когда мы собираем платформенное решение, ну, как бы из некоторых кубиков, объем перетестирования меньше, а скорость выведения приложений, ну, мы его называем time to market, скорость выведения нового продукта на рынок, он значительно повышается. Здесь на слайде представлены уже некоторые такие технологические преимущества платформы, которые мы видим будут актуальны для государственного сектора. Это действительно как и линейное масштабирование, и надежность, и объединение данных о там, например, клиенте, об каком-то объекте или об, например, субъекте малого и среднего предпринимательства, все на, скажем так, едином слое данных, например, в рамках фабрики данных, когда этот объект может быть полностью описан, и любое приложение, которое потребует данных о нем, может обратиться и предоставить необходимый сервис для оказания, например, мер поддержки или мы тоже обсуждали с некоторыми коллегами создание на платформе определенных инструментов в рамках контрольно-надзорной деятельности, например, по тем чек-листам самопроверки, которые могут быть предоставлены бизнесу, потому что мы знаем, что сейчас отменены, ну, то есть отменена проверка бизнеса в рамках плановых проверок, но, скажем так, необходимо сохранить и взаимодействие с бизнесом в рамках, ну, скажем, надлежащих исполнения им тех требований, которые существуют, но и в то же самое время получить, возможно, обратную связь по тем вопросам, которые есть и у бизнеса, и у проверяющих органов. То есть такие возможности взаимодействия. Сервисы, которые мы вот сейчас уже создаем с коллегами из других субъектов, наверное, могу отдельно отметить, это сервисы, которые мы создаем вместе с коллегами из Республики Татарстан. Мы назвали сервис «Мои субсидии». Сейчас 6 из 108 сервисов выведены в опытно-промышленную эксплуатацию в некоторых районах Республики Татарстан. И мы увидели, что гражданин в рамках получения сервиса по субсидиям личного подсобного хозяйства сократил время общения с администрациями, например, и скорость получения той или иной субсидии сократилась со 180 дней, это максимальный период, до 7 дней, когда всю информацию, которая есть о гражданине, о тех, например, животных, которыми он владеет, потому что там была субсидия на владение крупным рогатым скотом, уже есть и у гражданина, есть у органов исполнительной власти, и там, и местных органов исполнительной власти, муниципалитетов и сельсоветов, и вся информация уже предоставляется в Министерство финансов и Министерство сельского хозяйства Республики Татарстан, и скорость предоставления субсидий повысилась. С коллегами из Московской области мы реализуем сервис «Живу спортом». Это сервис, который позволяет гражданину в режиме практически реального времени посмотреть всю доступную в его, например, районе или на территории Московской области спортивную инфраструктуру, выбрать необходимый объект, посмотреть его работу, расписание, возможно, даже забронировать там место, ну или там по площадку, или то или иное соревнование. Но имеется в виду, если команда людей или имеет, например, желание заниматься спортом, особенно если это командный вид спорта, то есть возможность через это приложение, например, пригласить своих друзей, например, совместно покататься на велосипеде или совместно поиграть либо в теннис, либо в футбол. И есть, получается, некая коллаборация между объектом спортивной инфраструктуры, вы понимаете, в какое время он доступен, и есть возможность забронировать. И в то же самое есть возможность пригласить
друзей и потом, возможно, даже поделиться в социальных сетях тем результатом, который был достигнут. То есть с многими регионами мы сейчас ведем такую работу по созданию сервисов и для граждан, и для бизнеса, например, это поддержка инвестиционной активности или, скажем так, сервисы, связанные с поддержкой и трансформацией государственного управления. Это могу отдельно, наверное, отметить взаимодействие с коллегами из Омской области. Это Центр управления регионом, который мы сейчас совместно реализуем на платформе, и сервис управления имуществом. Я, наверное, со своей стороны еще отмечу, что совместно с коллегами из Республики Якутия мы уже тоже прошли несколько этапов. Мы презентовали действительно более широкую платформу. Мы рассказали в рамках воркшопа экспертам и специалистам республики, из чего состоит, получается, каждый свою платформу, как он взаимодействует. И сейчас находимся на этапе выбора пилотного сервиса, который может быть создан на платформе для того, чтобы поддержать те инициативы, которые сейчас есть в республике по созданию сервисов для граждан и для бизнеса. Я завершаю свою презентацию. Благодарю всех за то, что имел возможность выступить. Олег Спасибо. Алексеевич, спасибо большое за выступление. Коллеги, буквально несколько технических объявлений, учитывая, что мы немного выходим за тайминг, мы вопросы в рамках этой сессии не предусматриваем, но я напоминаю, что есть чат у нас в Zoom, и свои вопросы вы можете адресовать, писать в чате, мы постараемся ответить на них либо в ходе наших дискуссионных сессий, либо в обязательном порядке вернуться к вам с ответами. Сейчас разрешите предоставить слово для выступления Антону Владимировичу Честных. Он представляет компанию «Экосистемы Сбера», технологии отраслевой трансформации. Антон, пожалуйста, вам слово. Коллеги, добрый день. Благодарю вас за возможность выступить. Всех приветствую. Меня зовут Антон Честных, я представляю компанию ТОТ. Сегодня расскажу вам про практику развития аналитики больших данных для государства, как она реализована в компании Сбербанк, в компании Сбер, в группе Сбераналитики, и как она помогает отвечать бизнесу и государству на насущные вопросы для развития территорий. Скажите, пожалуйста, видно ли всем презентацию? Виден ли экран? Да, презентация демонстрируется, все отлично. Спасибо, прекрасно. Буквально пару слов про нашу компанию. Наша компания называется ТОТ, технология отраслевой трансформации. Мы входим в группу Сбераналитика, занимаемся монетизацией направлений больших данных. Это направление было приоритизировано несколько лет назад в группе компании Сбера. Наш профиль – это создание исследований, создание предиктивной аналитики и развитие информационно-аналитических платформ на базе той информации, на базе тех данных, которые собирает Сбербанк как о жителях, так и о государстве. Под большими данными мы в данном случае подразумеваем действительно большие данные, потому что Сбер собирает гигантское количество информации как про физиков, так и про юриков. Только собственная база насчитывает около 96 миллионов активных физических лиц, то есть людей, которые пользуются в течение года картами Сбербанка активно, и более 2,5 миллионов корпоративных клиентов, которые также включены в обслуживание со стороны Сбера. Таким образом, на самом деле мы не ограничиваемся анализом только сберовских клиентов, да, за счет обработки тех данных транзакционных, которые поступают через эквайринговые терминалы, через карточки. Мы охватываем порядка 90% населения и порядка более чем 80% торговых точек. Ключевыми источниками данных для нас являются, безусловно, транзакции, но мы не ограничиваемся, на самом деле, исключительно транзакционной аналитикой. По необходимости можем использовать открытые данные, то есть парсим данные из интернета, объединяем их. Также интегрируем опросные данные по необходимости, умеем работать с данными партнеров. Соответственно, это действительно такой большой пул, большой кусок информации. Главная задача для нас, как уже было сказано, да, это создание из вот этого разнородного массива больших данных единой стройной истории, которая позволяет отвечать государству и бизнесу на насущные вопросы, которые у них существуют в отношении населения и бизнеса. Наш опыт уже помог значительному количеству как региональных, так и федеральных органов власти. Мы работали вплотную по большим проектам с тем же Росстатом, да, помогаем ему отвечать на вопросы относительно
численности и структуры населения во всех муниципальных областях, во всех муниципальных округах. Мы работали с различными структурами, которые занимаются анализом туризма. И, собственно, у нас есть опыт работы со структурами, которые занимаются инвестициями, развитием территорий, в частности, малое и среднее предпринимательство, фонды малого и среднего предпринимательства. Вот как раз про этот опыт я бы хотел сегодня рассказать поподробнее. Но прежде чем к нему перейти, я расскажу немножко про фокус, да, на чем мы делаем, на что мы фокусируемся в отношении анализа населения и бизнеса. По населению мы умеем анализировать социально-демографический жизненный стиль. То есть мы можем сказать, какое число постоянного населения находится на территории, какое число временного населения, в том числе у нас есть отдельный продукт по аналитике туризма. Да, можем рассказать про профиль этого населения достаточно подробно с точки зрения основных атрибутов пола, возраста, наличия детей, наличия животных, различных атрибутов жизненного стиля, например, увлечение искусством, увлечение спортом. Да, все это мы можем анализировать и моделировать на основе поведения людей, на основе их профиля, который мы фиксируем как через карточки, так и через регданные. Умеем работать с отдельными сегментами, да, то есть можем посмотреть на группу людей, которые увлекаются теми или иными активностями, да, проанализировать их количество, опять же, динамику и ключевые атрибуты их профиля. Что нас отличает? Это, безусловно, знание финансового профиля, да, то есть мы видим реальные доходы населения, мы умеем оценивать соотношение доходов и расходов, умеем оценивать накопления, кредиты, расходы на определенные категории, потребительскую корзину и так далее. В динамике, опять же, да, с большим количеством показателей. Умеем анализировать инфраструктуру и влияние населения на инфраструктуру или влияние инфраструктуры на население, да, то есть мы можем сказать, какая нагрузка ложится на конкретный вид инфраструктуры розничного типа, насколько она доступна с точки зрения ее локации, насколько она доступна с точки зрения цены, насколько она разнообразна и достаточна, да, с точки зрения удовлетворения потребностей населения на местах. Если говорить про бизнес, здесь у нас тоже достаточно подробный такой срез бизнеса, как в первую очередь розничного, но на самом деле им мы не ограничиваемся, у нас есть данные по всем типам юридических лиц, по B2B-сектору в том числе. Там можем сказать, какое число организаций существует на территории, да, в различных вариантах категорий, насколько велика доля малого и среднего предпринимательства, какой средний чек, ключевые финансовые показатели, насколько посещаемость торговых площадей растет, снижается. Можем оценивать бизнес-климат, да, можем оценивать динамику открывающихся и закрывающихся предприятий, их жизнестойкость, их распределение денежных потоков в рамках территории или за ее пределами, показывать финансовую деятельность по отраслям и оценивать спрос населения, безусловно. А также у Сбербанка есть большое количество зарплатных проектов, которые позволяют нам анализировать структуру занятости, уровень зарплат и в том числе выявлять самозанятых. Это, безусловно, не через зарплатные проекты происходит, это происходит через модель, которая позволяет оценить характерность трат и характерность притока денег на карту, да, и характерность их расходов. Теперь я перехожу к более детальному описанию примера работы, которую мы сделали вместе с Фондом предпринимателей Свердловской области. Задача была проанализировать ряд моногородов, которые находятся на территории Свердловской области с точки зрения перспективы развития определенного вида бизнеса, с точки зрения нереализованного спроса со стороны населения и с точки зрения профиля самого населения. Да? То есть мы начали с того, что взяли город. Сейчас один из городов, к сожалению, не отображается полностью график здесь с левой стороны. Мы проанализировали город в разрезе его территории с точки зрения районов, посмотрели на то, где концентрируется население в большей степени, посмотрели на его основные вводные с точки зрения пола, возраста и наличия автомобиля. Да, и после этого уже перешли более детально к анализу территорий, к анализу потребления населения. Мы выбрали ряд приоритетных категорий, которые могли бы быть интересны, да, с точки зрения развития в городе, проанализировали ключевые параметры, такие как объем трат, процент уникальных покупателей, средний чек, частота покупок и доля спроса в городе, да, доля трат на данную категорию в городе и за ее пределами.
на стыке вот этих нескольких атрибутов, да, мы смогли в итоге приоритизировать те категории, которые, с одной стороны, имеют действительно массовый спрос, то есть они популярны у населения, большая часть населения их покупает, и они с точки зрения объемов представляют действительную ценность на рынке. И с другой стороны, эти категории по тем или иным причинам по-прежнему покупаются в большей степени за пределами города, то есть люди вынуждены ездить в региональный центр для того, чтобы удовлетворить спрос на, ну, например, на ту же самую одежду, кафе, рестораны, булочные и так далее. Соответственно, вот эти категории были приоритизированы для того, чтобы развивать их дальше, и результаты анализа позволили, с одной стороны, выбрать эти категории, выбрать франшизы, которые получили наибольший толчок к развитию. Были выбраны конкретные районы города с целью минимизации рисков. И мы скажем так, по первым результатам, да, уже были запущены, начиная с середины этого года, торговые точки конкретного вида бизнеса. Начало улучшаться качество жизни населения вследствие того, что им не приходится теперь выезжать куда-то, они могут получить те товары и услуги, которые у них востребованы в непосредственной близости от себя. Какие инструменты мы еще используем? Мы умеем делать прогнозы, то есть мы можем определять не только прошлое, настоящее, но и смотреть в будущее. Да? То есть мы можем построить прогноз развития того или иного показателя, ну, относительно на длительную перспективу. Один из запросов, один из проектов, с которым мы работали, это прогнозирование количества школ, в целом учебных заведений, детских садов и школ на территории города в разбивке на муниципалитеты в перспективе 5 и 10 лет. То есть мы брали несколько вводных, статистику по рождаемости, планы по застройке и собственные данные относительно внутренней миграции на территории, да, которые позволяли более точно оценить как раз перетоки людей с детьми соответствующих возрастов. И построили прогноз, который позволяет, соответственно, прогнозировать или планировать уже застройку учебных заведений на территории. Умеем приземлять наши данные на геоаналитику. У нас как раз вот тот проект, который я сейчас демонстрировал, проект, который реализован был в классическом таком аналитическом ключе, да, по-прежнему на бумаге, на PowerPoint. Сейчас у меня запускается платформа, которая называется «Анализ территории». Она будет доступна уже в первом квартале 2021 года, и она как раз позволит получить все те слои, все те данные, о которых я говорил, уже в виде платформенного решения, на котором будет доступ с регулярным обновлением, с возможностью выгрузки данных оттуда. Также мы умеем моделировать. То есть мы можем достраивать те кусочки информации, которые недоступны нам в чистом виде, при помощи различных аналитических моделей, искусственного интеллекта в частности. Например, умеем моделировать уровень дохода, который не всегда однозначно можно отследить даже по сумме, например, социальных начислений зарплаты, потому что периодически он бывает больше. Соответственно, на основе огромного количества признаков, в том числе расходов, да, мы можем определить с точностью до 90% уровень дохода населения. И бенчмаркинг или сравнение по территориям, сравнение по показателям, да, тоже то, что предоставляется нашим клиентам. То есть мы можем сравнивать показатели конкретного муниципалитета с показателями в регионе или сравнивать уровень, ну, тот же уровень спроса или уровень достаточности разнообразия инфраструктуры с муниципалитетами или с городами, в которых он является показательным, да, то есть показательно хорошим, вот, чтобы было понимание, к чему стремиться, куда расти. Немножко про практику, да, зачем это все нужно, но в целом хорошо понимаем, какой информационный голод существует у наших клиентов, да, с точки зрения наличия актуальной, качественной информации, которую можно смотреть в развитии, вот, и которая, соответственно, позволяет принимать решения относительно развития инфраструктуры, разработки и адаптации стратегии по развитию территорий, работе с инвесторами, с конкретными видами бизнеса, анализом эффективности конкретных реализованных мер и мероприятий по развитию территории, то есть посмотреть ретроспективно, вот было сделано то-то и то-то, к чему это привело. В частности, мы сделали анализ реновации улиц в Москве, показали,
как менялась средняя активность на улицах, менялся средний чек, количество покупателей и так далее, насыщенность в целом финансовая. Работать в информационном поле, да, со СМИ и анализировать серый рынок. То есть у нас есть модели, которые позволяют анализировать в том числе самозанятых и оценивать реальную налоговую базу. У меня все, коллеги. Благодарю вас за возможность выступить. Да, Антон, спасибо большое за ваше выступление, вашу презентацию. И я прошу обратить вас внимание на чат, там появился вопрос для вас. Ну, просьба ответить Да. в чате, либо дать ответ письменно, чтобы мы до участников его довели. Большое спасибо. Я предоставляю слово Наталье Александровне Осипчук, коммерческому директору корпоративного университета Сбера. Наталья, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое за возможность выступить на таком уже традиционном мероприятии, как «Цифровой день». Я представляю корпоративный университет Сбербанка или с недавнего времени Сберуниверситет. Это тоже входит в наши уже обыденные будни. Мы стали называться по-другому. Мы тоже стремимся, конечно, за Сбербанком. Сегодня я хочу вам рассказать про те продукты, которые мы делаем для органов государственной власти. Мы работаем с ОГВ уже на протяжении последних 6 лет активно. И, конечно, линейка наших продуктовых предложений только расширяется, потому что госсектор является нашим основным заказчиком на образовательные решения. Но для начала немножко расскажу о Сберуниверситете, о чем мы. Мы работаем на рынке, хотя изначально мы создавались для обучения топ и middle менеджмента Сбербанка, и в принципе продолжаем это делать, обучая около 60 тысяч сотрудников, там менеджеры, которые руководят нашими территориями, отделениями, территориальными банками в центральном аппарате. Обучаем ежегодно около 60 тысяч таких сотрудников. И, конечно, наша работа стала выходить далеко за пределы обучения только Сбера, и последние 6 лет мы активно обучаем корпоративный бизнес и, как я уже сказала, госсектор. Можно в нескольких тезисах сказать тот объем работ, который мы проделали за последние 6 лет в контексте как раз работы с органами государственной власти. Мы создали более 50 образовательных решений, мы обучили более 50 тысяч представителей сегмента региональный госсектор. Как я уже сказала, мы 6 лет активно делаем программы ежегодно, создавая новые продукты и новые образовательные решения именно под запрос власти. И, по сути, для федеральных и региональных органов госвласти мы с 2013 года сделали более 55 таких флагманских крупных программ по комплексному обучению. Нашими клиентами являются практически половина представителей региональной власти, а многие клиенты к нам приходят из года в год, и мы структурируем такой очень понятный образовательный трек и развиваем команды губернаторов, команды регионов в очень комплексных направлениях от hard digital skills до cognitive и soft skills. Далее я хотела бы рассказать о том, какие у нас есть матрицы образовательных решений. Как я уже сказала, у нас более 55 программ, и, к сожалению, в рамках своего выступления я могу остановиться только на 4-5. Я решила сфокусироваться на тех образовательных решениях, которые являются наиболее популярными и востребованными в 2020 году. К нам с запросом такие образовательные решения приходят по нескольку раз в месяц разные представители власти. И, по сути, вся наша образовательная матрица, она состоит из программ, которые предназначены для обучения разных уровней власти. Если мы смотрим высший менеджмент или топ-команду, это губернатор -1, министр -1, то у нас есть несколько крупных образовательных решений в области цифровой трансформации, в области изучения современных технологий государственного управления, в области инновационного управления городом, но все эти решения являются комплексными, они готовые, но основная сила и преимущество Сберуниверситета заключается в том, что, по сути, каждая из этих программ является конструктором, и мы можем под ваш запрос собрать любое образовательное решение, любой продолжительности, с любым наполнением и любой структурой, в том числе и тем контентным содержанием, которое сейчас релевантно вашим задачам, вашей стратегии. Эти программы, комплексные программы для топ и middle менеджмента команды региона проводятся как в очном, так и в дистанционном формате.
Очный формат – это проведение программ непосредственно в нашем кампусе, прекрасном кампусе корпоративного университета, в котором многие из вас, я знаю, были. Мы кампус продолжаем развивать, и он на текущий момент является одним из самых современных кампусов в Европе. У нас 38 современно оборудованных аудиторий, полная инфраструктура не только для обучения, но и для команды образования. Поэтому, конечно, мы рекомендуем программы наши проводить здесь in-house, потому что мы обеспечиваем вовлечение в образовательный процесс и его эффективность. Но мы не стоим на месте, и, конечно, в период пандемии мы переориентировались, и многие из наших программ проводим сейчас и в дистанционном формате, организовывая образовательный процесс так, чтобы он имел эффект по итогу, и вы приходили к тем результатам, к которым вы в рамках этого обучения стремитесь. Второй уровень программ, мы опускаемся на уровень менеджмента, это заместитель министров -1, команды CDTO, в том числе мы предлагаем ряд дистанционных решений в синхронном формате, когда есть преподаватель, и он в определенном графике, удобном для вас, читает вам лекции, занимается с вами интенсивом практической работой. У нас здесь было несколько интересных экспериментов, которые получили, так скажем, свое одобрение от лица органов власти, и теперь мы эти решения тиражируем. Это программы по управлению дистанционными командами, которые сейчас в текущий период, ну, так скажем, очень актуальны. Это программное решение по изучению аналитики данных. Мы все знаем, что госсектор обладает огромным количеством данных, даже большим, чем обладает Сбер, но не всегда эти данные можно эффективно использовать, от элементарных вещей, как их анализировать и как управлять отклонениями, до того, как улучшать жизнь жителя каждого региона при использовании этих данных. И есть у нас решения, которые мы, так скажем, предлагаем для всего руководства региона, и не только руководителей, но и рядовых сотрудников, чиновников. Это наш электронный контент. Мы его складываем таким образом, что у нас выстраиваются некоторые образовательные треки. Если вы заинтересованы в развитии цифровых компетенций у сотрудников, то мы предлагаем набор электронного контента по развитию digital skills. Если это soft-история, то, соответственно, у нас есть набор контента по развитию soft skills, управленческих скиллов и так далее. Теперь я бы хотела перейти к нескольким решениям, которые, как я уже сказала, наиболее популярны сейчас. И у нас есть, на самом деле, колоссальный запрос на проведение программ, и мы их проводим, несмотря на пандемию, как в дистанционном формате, так и в очном формате, с соблюдением всех мер безопасности в кампусе. Одно из таких решений – цифровые технологии для органов госвласти. Эта программа, она на самом деле достаточно комфортна, потому что она реализуется в таком очень сжатом формате от 2 до 5 дней. Мы приглашаем топ-команду, это 20-50 человек, и в зависимости от вашего запроса на обучение мы прокачиваем либо условно азы и помогаем вам сформировать комплексную цифровую стратегию региона. Если вы находитесь на стадии формирования этой стратегии, на стадии развития инициатив в рамках стратегии, либо если такая стратегия есть, у вас есть набор инициатив, вы, допустим, делаете уже некоторые проектные решения, но вам не хватает, может быть, ресурса и компетенций, а как сделать качественный экзекьюшн этой цифровой стратегии, как прийти к тому результату, чтобы он был видим и для жителя региона, и для вас, как для внутреннего клиента, мы предлагаем программу, которая помогает вам реализовать цифровую стратегию. По сути, это реинжиниринг внутренних процессов, по сути, это уже внедрение тех сервисов, которые предполагаются к внедрению. Вот до меня выступал мой коллега Олег, который рассказывал про платформу и рассказывал про то, какие регионы, какие сервисы делают при помощи нашей платформы. Вот, собственно говоря, в рамках этой программы мы про это рассказываем с практической точки зрения. Следующая программа – цифровая трансформация, уровень CDTO. Наверняка и в вашем регионе вы также предусмотрели такую функцию и роль по задаче Минцифры. Сейчас эта роль выделяется на уровне регионов, и обычно это заместители министров. Мы в этом году запустили такую комплексную программу, многомодульную, флагманскую, продолжительностью 6-7 месяцев, где мы обучаем как раз лидеров цифровой трансформации региона, а задача эта стоит как раз непосредственно у ваших CDTO. Как структурирована программа и кто на ней может обучиться? Она проходит в очно-дистанционном формате, это 4 очных модуля в кампусе продолжительностью 4 дня, и
3 блока дистанционной межмодульной работы. И в чем преимущество, ключевое преимущество данной программы, я хочу рассказать чуть-чуть подробнее о ней, чем мы отличаемся от множества программ, которые есть на рынке, которые делает РАНХИКС, которые делают наши уважаемые коллеги и партнеры в Сколково и другие образовательные организации, в том, что это единственная настолько практикоориентированная программа, что по итогу этой программы ваши CDTO презентуют вам, руководителю региона, реально реализованные цифровые сервисы. Мы не бросаем вас с теорией, мы в течение 6-7 месяцев с вами делаем ваш проект, вашу задачу, подключая такое огромное количество экспертов, которые вряд ли вы сможете своими ресурсами на рынке собрать. У нас вот есть яркий пример, опять же, мой коллега, рассказывая про цифровую платформу, приводил вам несколько кейсов. Вот, по итогу внедрения в одном из сервисов и в одном из регионов нашей цифровой платформы мы с регионом договорились провести такую программу, где обучим абсолютно всех министров и абсолютно всех CDTO сделать свой сервис. И к июню руководители региона получат реально действующие сервисы в рамках своей цифровой стратегии. То есть программа, она больше не обучающая, она очень с точки зрения прикладной плоскости ориентированная на практику. А другие специфики данной программы, ее отличие от прочих образовательных решений, заключается в том, что мы интегрируем помимо развития диджитал практикоориентированных навыков, мы интегрируем в программу развития управленческих навыков. Сбер, как вы знаете, собаку съел на развитие управленческих компетенций, и 300 тысяч наших человек прошли программы по развитию управленческих навыков и в целом системы менеджмента, повышения эффективности команд. Поэтому все самое лучшее, все самое качественное из наших знаний и инсайтов мы вкладываем в эту программу. И, конечно, такой новый трек «Социальные навыки» в период многозадачности, и она у вас, безусловно, присутствует, может быть, даже в большей степени, чем в корпоративном сегменте. Мы учим вас управлять этими изменениями, управлять командами, управлять собой, и в период многозадачности сохранять, так скажем, тот должный уровень энергии, который вам необходим для того, чтобы качественно выполнять свою работу. Вот 3 таких специфики программы. Очень рекомендую на нее посмотреть. Огромный спрос. На следующий год мы готовы провести несколько таких комплексных больших историй. И, конечно, запросов сейчас уже достаточно, но мы всегда рады вам, вашему региону, потому что пока такими программами пользуется в основном центральная полоса России. И, конечно, мы очень ожидаем, что мы можем обучить и другие регионы и приблизить их к развитию таких компетенций по реализации цифровых стратегий. Еще пару программ, о которых в 2 словах хочу сказать. Мы не только про цифру, мы про технологии, но технологии управления. У нас есть программа с управленческим уклоном, где мы также в достаточно интенсивном формате 2-3 дней обучаем до 200 человек вашей команды, как, по сути, правильно управлять проектами в государственной повестке, командами, реформированию госсектора. То есть это больше программа с управленческим уклоном. Если вы имеете достаточно понимания цифрового трека, как вы развиваете стратегию, и здесь вам, допустим, не нужны какие-то образовательные истории, то мы готовы вас напитать самыми передовыми технологиями менеджмента в госсегменте. Еще одно решение образовательное из порядка 60, о котором я тоже хочу рассказать, оно уже практически реализовано, и сейчас у нас запрос от 7 регионов на подобные проекты. Мы тоже его относим к образованию, потому что оно содержит ассессмент. Как родилось это образовательное решение? Мы делали его для себя, для своей топ-команды, создавая систему ассессмента внутри структуры Сбер. Но некоторое время назад за этим решением стали обращаться органы власти, которым тоже нужно было сделать ассессмент и, во-первых, оценить соответствие в определенном смысле занимаемой позиции своей команды. Эта оценка носит абсолютно позитивный уклон, делается не для того, чтобы принять какие-то решения по ротации, а делается для того, чтобы понять, что еще нужно вкладывать в того руководителя, который является перспективен. И, конечно, такое решение помогает спрогнозировать успешность кандидата в роли руководителя. Решение комплексное, аналогов нет на рынке. Оно включает в себя некую задачу, вы проходите тестирование, вы проходите симуляцию, когда вас погружают в ваш реальный бизнес-кейс, кейс управленческий,
и вы показываете все свои навыки, качества управленца, а в дальнейшем получаете отчет, какие сферы вам нужно развить, какие сферы являются, ну, так скажем, зоной роста для вас. Сделали мы такую историю уже для Магадана, для топ-команды губернатора, и сейчас у нас на выходе несколько решений также для клиентов из государственного сектора. Еще одно решение, которое не является предложением как продуктом для органов госвласти, но которое очень помогает развивать и решать некоторые ваши задачи, связанные с кадрами в регионе, школа IT-профессий. Мы этот проект реализовали с Кемерово. Сейчас у нас проект находится на средней стадии, и мы стремимся к завершению. В чем суть проекта? К нам обратился губернатор, сказав, что нам очень не хватает навыков и именно квалифицированных кадров в области IT, и именно в сфере Data Science, Data Analytica, Data Engineer и Java. И мы разработали такой программный продукт, который проходит в дистансе. Это 4 школы IT-профессий, где мы в очень короткий срок, за 3 месяца, человека из гуманитария, так скажем, да, или там не обязательно гуманитария, может быть, у него есть математическое образование, но мы его приводим к профессии с выдачей диплома о профессиональной переподготовке, и эти кадры трудоустраиваются в регионе. Мы эту историю начали под запрос органов госвласти, но сейчас она у нас конвертировалась, и 9 регионов в настоящий момент через спонсорство от корпоративного сегмента покупают этот продукт и развивают кадры в регионе с последующим трудоустройством у себя в системообразующих компаниях. Поэтому я хочу, чтобы вы на него обратили внимание. На самом деле бизнес очень адекватно и очень хорошо реагирует на этот продукт, готов выступить в определенном смысле спонсором для того, чтобы оплатить школу, в которой будут обучаться студенты, в дальнейшем придут работать в компании и предприятии региона. Коллеги, на этом все. Я вам показала 4 продукта, у нас их гораздо больше. Если у вас возник интерес, я готова провести с коллегами, с управляющим, Алексей, я вижу на связи, с вами более подробную встречу. Обычно мы такие встречи делаем с Министерством цифрового развития, Министерством образования, но я буду рада всем вашим коллегам и готова рассказать про наши остальные продукты более подробно. Спасибо большое, готова ответить на вопросы. Да, Наталья, большое спасибо. Я напоминаю всем, коллеги, что вопросы сейчас прямо можно задать в чате. Ну и напоминаю, что в круглом столе отраслевом по образованию у нас будут присутствовать коллеги Натальи из корпоративного университета Сбера. В принципе, какие-то вопросы можно вынести на дискуссионную площадку. А сейчас я хотел бы предоставить слово для выступления нашим коллегам из компании «Центр речевых технологий». Это Андрей Александрович Хрулев и Павел Александрович Кукушкин. Андрей, пожалуйста, вам слово. Добрый день, коллеги. Для меня большая честь сегодня выступать перед вами. Позвольте, я выведу презентацию. Я надеюсь, что все видно. Коллеги, еще раз добрый день. Меня зовут Андрей Хрулев. Я директор по бизнес-развитию направления биометрических систем группы компании ЦРТ. И сегодня я расскажу вам о части направлений нашей компании, а еще одну часть продолжит мой коллега Павел Кукушкин. Компания ЦРТ является частью экосистемы Сбербанка, и ЦРТ является одной из старейших IT-компаний в России. В этом году нам исполнилось 30 лет. За эти 30 лет компания выросла из небольшой частной компании в одного из ключевых игроков на российском IT-рынке в области создания инновационных решений с использованием искусственного интеллекта. На сегодняшний день в штате компании более 650 человек. Это программисты, инженеры, разработчики технологий компьютерного зрения, машинного слуха. И мы являемся компанией полного цикла. Это означает, что мы разрабатываем не только фундаментальные технологии, сами алгоритмы, но и конечные решения, конечные продукты и внедряем их как самостоятельно, так и с нашими партнерами. У нас есть также большой научный потенциал. Мы сотрудничаем с ведущими российскими университетами, в частности, один из крупнейших университетов, университет ЭТМО в Санкт-Петербурге. Там мы имеем собственную кафедру, где выращиваем научный потенциал, лучших студентов забираем к себе.
Все наши разработки базируются на 3 ключевых технологиях. Это биометрия по голосу, распознавание речи и биометрия по лицу. Я в своем выступлении расскажу о нашем флагманском продукте, который базируется на технологии распознавания по лицу, а Павел расскажет о решениях, связанных с речевыми технологиями. Система видеоидентификации «Визирь» – это система, предназначенная для обеспечения безопасности как в масштабах отдельно взятых объектов, аэропорты, железнодорожные вокзалы, так и в масштабах целого города. Одной из ключевых особенностей этой системы является интеллектуализация существующей системы городского видеонаблюдения. Не секрет, что в городах появляется все большее количество видеокамер. Эти видеокамеры получают гигантское количество видеоинформации, но обрабатывать ее визуальным способом невозможно. И фактически все видеокамеры, которые у нас устанавливаются в городе, они превращаются просто в инструмент протоколирования. То есть если произошел какой-то инцидент, то сотрудники полиции, правоохранительные органы, специальные службы имеют возможность снять архив и посмотреть, как развивался тот или иной инцидент. Если мы говорим о предотвращении преступлений, например, розыск преступников или поиск пропавших людей, то в режиме онлайн эта задача принципиально не решается, потому что одновременно просматривать сотни, тысячи, десятки тысяч камер и держать в голове сотню тысяч фотографий лиц, которые находятся в розыске, и сопоставлять эту информацию технически невозможно. И вот эту задачу решает интеллектуальная система видеонаблюдения, система видеоидентификации «Визирь». Она является кроссплатформенной системой, масштабируется на любое количество видеокамер. То есть, собственно, можно внедрить в масштабах всего региона, подключая различные муниципальные образования к единому центральному ядру, управляя всеми видеопотоками. Система интегрируется с существующими системами видеонаблюдения, то есть, собственно, нет необходимости создавать альтернативную параллельную систему видеонаблюдения, можно интеллектуализировать те видеопотоки, которые уже существуют в городе, и вновь устанавливаемые потоки. Система, что важно, интегрируется с сегментами МВД и ФСБ, то есть позволяет взаимодействовать дистанционно с вот этими базами розыска, и фактически она служит таким мостиком между камерами городского видеонаблюдения и правоохранительным сегментом. Ну и, разумеется, система сертифицирована ФСБ России для применения вот в такого рода задач. Вообще система работает в 2 основных режимах. Первый режим, он достаточно очевидный, это онлайн-реагирование. В случае появления человека, находящегося в розыске в поле зрения камер, система мгновенно об этом сообщает на рабочие места правоохранительных органов. Время реакции составляет порядка 1 секунды, то есть с момента появления человека тут же отображается информация на стационарном или мобильном армия, планшет или мобильный телефон сотрудника правоохранительных органов. Второй режим является аналитическим режимом или режим ретроспективной аналитики. Он позволяет анализировать уже накопленную информацию. И здесь можно анализировать как правоохранительную составляющую, например, аналитика свой-чужой по подъездному видеонаблюдению, который мы развернули уже в целом ряде регионов, позволяет выявлять посторонних лиц, которые появились на территории подъезда во время совершения правонарушения. Это позволяет в разы сокращать время на расследование вот таких бытовых нарушений и существенно повышает безопасность в регионе. Так и давать общую аналитику, например, в разрезе геоинформационной системы, не только по перемещению лиц, находящихся в розыске, но и, например, ведя статистику по подсчетам людей в местах массового пребывания. Да, то есть она позволяет в режиме такой обезличенной обработки информации анализировать, какое количество людей было в том или ином месте, анализировать потоки граждан для того, чтобы каким-то образом уже принимать управленческие решения в масштабах муниципального образования. Ну, как я уже отметил, мы интегрированы с геоинформационной системой, она непосредственно встроена в состав нашей системы и позволяет визуализировать все события, которые автоматически выявляет комплекс, позволяет визуализировать их непосредственно на карте города, карте региона, строя вот такие вот геоинформационные отчеты. Также наша система имеет режим биометрической системы контроля доступа. Она позволяет интегрироваться с турникетами, с
замками на дверях и обеспечивать бесконтактную возможность идентификации и возможность прохода через вот эти устройства. Собственно, идет сопоставление с базой данных белых списков сотрудников с помощью такого устройства, которое изображено сейчас на экране. В случае появления человека перед экраном монитора, перед экраном этого планшета, он автоматически сопоставляется с базой данных, производится замер температуры. Если температура тела нормальна в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, лицо соответствует белому списку, то принимается решение о том, что человек может пройти на территорию здания. Ну и в заключение, карта внедрений. Наша система не является там каким-то стартапом. Это система, которая уже массово применяется по стране. Уже 6 безопасных городов используют наш комплекс. Более 70 объектов транспортной инфраструктуры, 16 крупнейших стадионов и ледовых арен и ряд других объектов уже активно используют наш комплекс для обеспечения безопасности на объектах самого разного масштаба. Коллеги, моя часть закончена. Большое спасибо за внимание. Я тогда передам слово моему коллеге Павлу. Он расскажет о речевых решениях. Да, коллеги, добрый день. Андрей, спасибо тебе большое. Давайте я постараюсь очень кратко рассказать про наше решение с точки зрения речи. Очень мало времени, к сожалению, нам выделили, но я постараюсь успеть это сделать. Сейчас, секундочку. Да, значит, наше первое решение, ну, про компанию я не буду рассказывать, Андрей рассказал. Да, нам 30 лет, мы 30 лет занимаемся всевозможными решениями, связанными с голосом и с биометрией. Я вам расскажу как раз про то, что связано с голосом. Первое наше решение – это Nestor Brief. В принципе, Nestor Brief – это решение, которое позволяет почти мгновенно после совещания получать протокол совещания. Плюс, если вы сдадите биометрию своего голоса, если вы сдадите слепок своего голоса, то Nestor будет сохранять в протокол все, что вы сказали, именно с вашей фамилией, имя и отчество. Это очень удобно, очень быстро, очень, очень технологично на данный момент получать действительно сразу после совещания его протокол. Второе наше решение – это наш виртуальный помощник. Мы, в принципе, сейчас в Москве запустили и уже почти целый год работает наш виртуальный помощник по записи на прием к врачу. Также мы исходящим обзвоном всех пациентов напоминаем им о том, что они записались на прием, что им надо прийти к врачу. Это все сейчас работает. Единственное, мы пошли дальше, потому что мы сейчас видим, что люди потихоньку с голоса переходят в текст, и мы предлагаем вообще омниканальную платформу, которая будет закрывать все 100% каналов общения с гражданами. Есть небольшой пример, давайте я вам... Здравствуйте. Вы записаны к участковому терапевту. Завтра в 9:45. Вы придете на прием? Ой, так, знаете, отменим запись. Тогда я отменяю запись, верно? Да, спасибо большое. У меня что даже в голову просто вылетело. Хорошо, я отменила вашу запись. Всего доброго. Вот, на данный момент у нас в Москве почти 40% людей, которые общаются с нашей Юлией, то есть с нашим виртуальным оператором, даже не понимают, что это робот, и они называют ее Юлечка, спасибо большое. То есть мы сделали уже виртуального помощника таким образом, что он очень-очень похож на человека, и общение с ним становится
достаточно простым и удобным. Следующее наше решение – это наша речевая аналитика. Речевая аналитика, которая помогает получить полный анализ всех 100% сообщений по всем вопросам. Этот инструмент позволяет по 40 критериям выявить все проблемы по всем, как я уже сказал, по всем 100% обращений граждан. Следующее наше решение – это Voice2Med, голосовое заполнение медицинских протоколов. Павел, мы, к сожалению, вас не слышим. Если есть возможность, восстановите связь. Коллеги, ну пока Павел отключился, давайте, наверное, я подхвачу, подстрахую своего коллегу. Если он подключится, то дальше продолжит. Решение Voice2Med для заполнения медицинских протоколов у нас появилось в компании, исходя из следующей идеи, что не секрет, что очень во многих сейчас лечебных учреждениях появились медицинские информационные системы, и появление таких медицинских информационных систем, оно, безусловно, сыграло очень важную роль в унификации работы врачей, но есть и оборотная сторона этого вопроса, что появление медицинских информационных систем привело к тому, что врач значительную часть времени был вынужден тратить на заполнение теперь вот этой медицинской документации и фактически отвернуться от врача и повернуться в сторону монитора. И наша система, она как раз направлена на то, чтобы врач смог больше времени уделить непосредственно пациенту. Как работает это решение? Фактически врач в процессе проведения инструментального обследования, ультразвукового обследования, рентгенологического обследования, то есть того обследования, которое как раз требует максимальной работы с медицинской документацией, он проговаривает всю ту информацию, которую необходимо внести в медицинскую историю болезни, и наша технология понимания речи, она интерпретирует все то, что говорит врач, и преобразует непосредственно уже в электронный вид и вносит в соответствующие поля медицинской информационной системы. Такой подход позволяет значительно сэкономить время врача. Вот практика внедрения показывает, что более 20% рабочего времени врача высвобождается, которое он может уже направить непосредственно на самого пациента, то есть увеличить количество пациентов или увеличить количество времени, которое врач посвятит пациенту, а не будет сидеть работать на клавиатуре. Очень важная технологическая компонента, что такая система должна понимать не просто естественную русскую речь, а она должна понимать очень специфическую нарративную лексику врача. И мы научили нашу систему и продолжаем это обучение в таком непрерывном режиме. Мы обучаем ее на реальных протоколах, на реальной документации. Она понимает всю специфику вот этой нарративной лексики, вплоть до того, что если врач произносит какую-то аббревиатуру, например, 50 единиц Хаунсфильда, система понимает, что вот эти единицы Хаунсфильда необходимо записать в соответствующими медицинскими терминами, соответствующими медицинскими символами. И это помогает максимально стандартизировать заполнение вот такой вот медицинской истории болезни. И система действительно максимально эффективна. Коллеги, наверное, это все, что мы хотели рассказать. Благодарим вас за внимание. Андрей, большое спасибо за выступление. Также слова благодарности Павлу. Коллеги, напоминаем про возможность задавать вопросы в чате.
Еще одна небольшая дополнительная информация, что все презентации мы в обязательном порядке доведем до участников форума, и вы сможете, безусловно, с ними более подробно ознакомиться. Сейчас я хотел бы представить слово Алексею Александровичу Махову, управляющему директору компании «Расчетные решения». Алексей, пожалуйста, вам слово. Да, коллеги, добрый день. Хотел бы представить, вкратце по нашей компании. То есть компания «Расчетные решения» – это 100% дочерняя структура Сбербанка. И у нас есть 3 основных направления. Первое – это транспортный процессинг, и самый, наверное, известный проект – это «Стрелка» в Московской области. Второе – это направление ЖКХ, которое, собственно, я представляю и про которое сегодня будет у нас речь. И третье – это школьное питание. Соответственно, по ЖКХ хотел бы отметить то, что у нас достаточно большой опыт уже управления своими собственными расчетными центрами, более 6 лет. И изначально проблема биллинговой платформы не стояла перед нами, так как мы планировали использовать существующие решения. Поскольку ни тогда, ни сейчас ни одно решение не отвечает запросам, как расчетных центров, так, собственно, и остальных участников рынка, то было принято решение делать свое собственное ПО. И в 2016 году мы собрали достаточно высококвалифицированную команду из телеком-сферы и разработали свой биллинг, который называется Бриз ЖКХ. И уже в 2017 году этот биллинг мы поставили в нашем расчетном центре, в самом крупном, это в Туле. Соответственно, изначально проект был нацелен на то, чтобы обслуживать наши расчетные центры, но поскольку он получился достаточно удачным, то можно посмотреть по карте. У нас достаточно большой запрос со стороны регионов, со стороны, опять же, участников рынка. И уже сейчас более 4 миллионов лицевых счетов, собственно, работает на нашем решении. То есть это помимо наших расчетных центров, это порядка еще 30 разных компаний. Это управляющие компании, расчетные центры, ресурсоснабжающие организации, даже небольшие ТСЖ, собственно, по всей России. То есть порядка 20 регионов, где мы сейчас присутствуем. Но основные преимущества нашей биллинговой платформы, в первую очередь, это то, что это облачное решение, и, соответственно, здесь все затраты по инфраструктуре мы берем на себя. То есть, плюс, поскольку решение на базе Oracle, то лицензии, они достаточно дорогостоящие, опять же, это все затраты ложатся на компанию «Расчетные решения». То есть здесь клиент не должен и не нужно ему никаких нести расходов, в том числе и на достаточно дорогостоящий IT-персонал, поскольку мы решение постарались сделать максимально гибким и с помощью различных закладок любой продвинутый бизнес-пользователь он может осуществлять основные операции. И самое главное, мы добились высокой скорости расчетов, то, что, от чего страдали все наши расчетные центры, поскольку все предыдущие решения просто не тянули их. То есть 200 тысяч лицевых счетов за 5-10 минут система рассчитывает. И была внедрена многоуровневая система расщепления платежей, то есть если раньше все платежи расщеплялись вручную, то сейчас эта система позволяет расщеплять на несколько уровней, вплоть до топливной составляющей. И мы придерживаемся модульного принципа, то есть само решение состоит из ядра, это биллинговый, сам биллинг, и плюс у нас достаточно большое количество модулей, это и работа с должниками, это и интеграция с ГИС ЖКХ, это и мобильное приложение, это и ARM-кассир для приема платежей. И плюс у нас настроена интеграция как с ГИС ЖКХ, так и с онлайн-кассами. Здесь я хотел немножко подробнее остановиться. Это по единому платежному документу. Дело в том, что сейчас достаточно большой запрос идет со стороны регионов на формирование единого платежного документа. Соответственно, наша система позволяет обеспечить технологическую составляющую. То есть мы можем выпускать на своей системе единый платежный документ, и
мы можем как начислять у себя в системе существующих поставщиков услуг, так и загружать внешние начисления. То есть если какой-нибудь ресурсник или поставщик услуг, он хочет оставаться у себя на биллинге, вот, но есть задача формировать этот единый платежный документ, то, собственно, мы из его биллинга получаем уже готовые начисления и загружаем уже, соответственно, в наш единый платежный документ. Я хотел просто показать несколько примеров, как у нас это было реализовано в разных регионах. Вот. Соответственно, Тула – это наш как бы пилотный был регион в 2017 году. В нашем расчетном центре уже тогда был единый платежный документ. Вот. И, соответственно, внедрив в ЖКХ, этот платежный документ, он остался, но было как бы существенно, во-первых, сокращено время расчетов, во-вторых, мы смогли сильно сократить расходы самого расчетного центра. Да? То есть они перестали тратить, во-первых, на IT-персонал деньги, на инфраструктуру, вот, смогли оптимизировать количество людей, опять же, и в центрах обслуживания населения. То есть по нашим расчетам где-то на 30% сократилась численность и оптимизировались расходы в самом УИРС. И очень крупный проект у нас был в Великом Новгороде, вот, он до сих пор продолжается, то есть там был запрос со стороны местных властей о том, что необходимо сформировать единый платежный документ на всю территорию области Новгородской. Вот, соответственно, был выбран местный расчетный центр МУП ИАЦ, на базе которого и предполагалось сделать вот этот единый платежный документ. И в качестве технологического решения было как раз предложено использовать ЖКХ. Соответственно, мы перевели сначала все начисления МУП и АЦ на ЖКХ, а затем стали добавлять туда других поставщиков, которые работали как в городе, так и в области. Вот, это ТК Новгородская. Они также стали начисляться в ЖКХ. Это фонд капитального ремонта. Соответственно, он начисляется у себя, а нам передает уже готовые начисления. Это областной водоканал, и вот сейчас присоединяем туда операторов ТКО. Таким образом, область получила единый платежный документ с основными участниками процесса. Вот. Плюс там реализована у нас функция расщепления, функция расчетного банка, то есть деньги, которые попадают, которые платит население, сразу попадают на счет поставщикам услуг. Вот. Соответственно, проект стартовал в начале 2020 года, вот, ну и сейчас уже вот как бы там 5 основных поставщиков у нас уже есть квитанции. Сейчас также этот проект у нас разворачивается в Дагестане. Там есть такой федеральный проект «Безналичный Дагестан», в котором участвует и Сбербанк. Вот. И наша задача в том числе повысить собираемость и улучшить прозрачность платежей в сфере ЖКХ. Вот. И сейчас мы сделали пилотный проект в городе Дербент, то есть перевели местный расчетный центр на БРИЗ. Вот. И задача, соответственно, сейчас будет формироваться единый ГАУ, куда будут уже включаться все существующие расчетные центры, чтобы делать вот этот единый платежный документ на всю республику. Ну, соответственно, это все будет на базе ЖКХ и расчетного банка, который позволит расщеплять платежи уже от населения до поставщиков услуг. Здесь хотел бы остановиться еще на том, что мы достаточно много внимания уделяем нашему мобильному приложению. То есть изначально это была фактически часть поставки в ЖКХ, то есть мы давали биллинг, вот, ну и в нагрузку, соответственно, шло мобильное приложение для жителей. Вот, где был реализован основной функционал, это, соответственно, оплата ЖКХ, то есть за жилищно-коммунальные услуги, это получение единого платежного документа. Также можно было этот документ получать только в электронном виде, отказавшись от бумажного. Ну и главное, это передача показаний счетчиков. Вот. Соответственно, сейчас принято было решение активно развивать мобильное приложение. И вот у нас уже до конца этого года должна выйти аварийно-диспетчерская служба и система обращений граждан, работа с обращением граждан. Вот. И уже в начале следующего года будут реализованы такие крупные этапы, как оплата сторонних услуг и, соответственно, marketplace, где будут уже
где будут сосредоточены любые услуги, не только в сфере ЖКХ, но там и в финансах, и в страховании, и в любых направлениях. Вот. Таким образом, само мобильное приложение, оно будет отвязано уже от биллинга и от клиентов, которые сидят на биллинге при ЖКХ, и будет уже как самостоятельный продукт. Здесь также хотел остановиться на том, что мы, поскольку мы являемся фактически дочкой Сбербанка, то у нас налажена интеграция со Сбербанком, и у нас есть возможность подписаться на электронный ИПД в самом Сбербанк онлайн. Вот, то есть все, что приходит на БРИС, оно также доступно клиентам Сбербанк онлайн, и также клиент может это все там оплатить, посмотреть сам документ. Вот, и сейчас это тоже активно у нас развивается как по существующим клиентам, так и есть, опять же, запрос со стороны новых клиентов, которым нужна именно только вот эта услуга, то есть подписка на электронный ИПД. Ну и здесь отдельно хотел бы остановиться на расчетном банке. Это как раз система многоуровневого расщепления платежей. Вот. Она у нас работает как вместе с биллингом при ЖКХ, так, собственно, и работает как отдельный продукт. То есть это возможность расщеплять платежи от населения напрямую поставщикам услуг. Для этого мы используем наш транзитный счет в Сбербанке, 409 транзитный счет. И, соответственно, дальше на реквизитах платежки печатаются вот реквизиты этого 409 счета, и деньги уже идут напрямую от жителей к поставщикам услуг. Соответственно, в чем как бы преимущество? Во-первых, 409 счет – это транзитный счет, то есть деньги на нем не могут храниться более 3 суток, вот, и распределение идет фактически в этот же день, то есть на следующий день уже деньги находятся у поставщиков услуг. Ну, плюс счет нельзя арестовать, вот, поскольку деньги принадлежат жителям и поставщикам услуг. Вот. И как это работает? Выбирается единый оператор системы, ну, чаще всего это какой-нибудь расчетный центр. Вот. Есть правила, они публичные, они обсуждаются с каждым участником, то есть вносятся там любые коррективы, и дальше уже путем присоединения к этим правилам система начинает работать. Вот. Ну, соответственно, это в первую очередь позволяет снижать задолженность перед конечными поставщиками, то есть деньги не крутятся нигде на счете, а сразу поступают напрямую к поставщикам услуг. Ну и в свете закона фискализации у нас налажена интеграция с онлайн-кассами. Вот. У нас есть стратегический партнер, это онлайн-касса Atoll. И, соответственно, все данные, которые попадают в БРИС, они выгружаются в эти онлайн-кассы. Но также мы работаем с любыми онлайн-кассами, то есть это не обязательно компания Atoll. Коллеги, ну у меня все. Вот, готов уже потом более подробно отвечать на вопросы. Алексей, большое спасибо. Я, коллеги, еще раз всем напоминаю, что все наши сегодняшние спикеры, либо... Прошу прощения, да. Прошу прощения, Михаил, выпал чуть из конференции. Да, прошу прощения. Так. Да, коллеги, ну, с вашего позволения продолжу. Наши сегодняшние спикеры, либо их коллеги из предприятия экосистемы будут участвовать также в наших круглых столах, сессиях, поэтому продолжаем задавать вопросы в чате, либо готовим вопросы для обсуждения в рамках сессии. Разрешите сейчас предоставить слово Биталу Муратовичу Бежоеву, директору проектов Сбербанк АСТ. Битал, вам слово. Да, добрый день, спасибо большое, Алексей Васильевич. Сейчас, секунду, запущу демонстрацию. Сегодня мы будем говорить об электронной торговой площадке Сбербанк АСТ. И я должен вам сказать, что у нас, в принципе, регионы так или иначе в курсе и работают в системе государственных муниципальных закупок на электронных торговых площадках, знают их, в том числе и нашу Сбербанк АСТ электронную торговую площадку знают. Но я конкретно хотел сосредоточиться на вот такой сегодня новой у нас технологии, которая внедряется, это закупка у единственного поставщика до 3 миллионов рублей по новому порядку. Да? Меня зовут Бежоев Битал Муратович, я представитель электронной торговой площадки Сбербанк АСТ, сейчас называется коротко Сбер-А, фактически автоматизация непосредственно закупочной деятельности. Значит, первое, у нас уже достаточно давно, я имею в виду с 2019 года, все закупки
проводятся в электронной форме. Это и конкурсы, и аукционы, и запросы котировок, и запросы приложений. То есть, в принципе, все виды конкурентных процедур поставщиков так или иначе на сегодняшний момент являются электронной формой. Более того, даже закрытые закупки, которые для нужд гособоронзаказа с учетом государственной тайны и прочее проводятся в электронной форме. Ну и вот теперь речь дошла до, руки, так скажем, дошли до непосредственно закупок у единственного поставщика. Что имеется в виду закупки у единственного поставщика? Это те, которые проводятся без конкурентных способов определения поставщика. И здесь у нас, соответственно, роль и деятельность электронной торговой площадки непосредственно все более и более увеличивается. Мы говорим, что вот в этой системе, которая у нас, соответственно, выстроена в рамках контрактной службы, да, единая информационная система, заказчики, поставщики, все проходят сейчас регистрацию через единую информационную систему и, значит, регистрируются автоматически на электронных торговых площадках. И в этом смысле роль и деятельность электронных площадок увеличивается. Во-первых, потому что теперь все закупки проводятся в электронной форме. Во-вторых, потому что мы так или иначе внедряем новые цифровые решения, касающиеся отдельных аспектов, связанных с тем, что у нас ряд полномочий от заказчиков по отклонению, допуску таких заявок сейчас уже проходит в автоматизированной форме, которая предоставляет нам электронная торговая площадка. И здесь я вам хотел отметить, что роль электронных площадок как увеличивается, так увеличивается автоматически ее ответственность. То есть мы видим, что здесь и обеспечение определенных обязательств появилось, то есть и достаточность капитала к требованиям по электронной торговой площадке. Ну а также я хотел отметить, что по итогам 2019 года Сбер-А, электронная торговая площадка компании Сбербанка СТ, на сегодняшний момент фактически является лидером, занимает первое место на рынке вообще государственных муниципальных закупок среди электронных торговых площадок для государственных муниципальных заказчиков. У заказчиков есть возможность, есть так называемый пункт 4 части 1 статьи 93, который нам говорит, что можно осуществлять закупки на сумму, не превышающую 600 тысяч рублей у единственного поставщика. Ну и здесь же добавили, я сразу хотел отметить такой пункт, который нам говорит, что в том числе закупки товара на сумму, да, больше, чем мы говорим, больше, чем на 600 тысяч рублей, предусмотренной частью 12, да, настоящей статьи. Вот мы как раз про это и поговорим, потому что уже на электронной торговой площадке в принципе создана эта технология, этот сервис, и я его хотел презентовать, собственно, нашим государственным муниципальным учреждениям, представителям, соответственно, региона. Внутри электронной торговой площадки есть понятие закупки по каталогу, мы можем выбрать, обратить внимание, что состоит из 3 фактически вкладка функций, это реестр предложений, мои закупки, новые извещения. Значит, если мы говорим про реестр предложений, это значит, что есть готовые предложения от разных поставщиков, которые зафиксировали свои закупки в соответствии с требованиями каталога товаров, работ, услуг. И здесь уже вопрос к непосредственно заказчику. Вам просто достаточно разместить извещение на электронной площадке или официальном сайте единой информационной системы, и в автоматизированном режиме до 3 миллионов рублей мы имеем право, там, как государственные муниципальные заказчики, это разместить с учетом всех каких-то, я вот здесь конкретно не перечисляю, требования законодательства, но упрощенно, скажем так, краткие сведения о нашей закупке, в частности, наименование наше, какие-то необходимые требования в отношении закупки, ее единицы измерения и непосредственно территория, по которой значит, происходит. Соответственно, закупка. Соответственно, поставщики, подрядчики, исполнители также публикуют свои с учетом вот этих требований сведения по товару, в том числе его характеристики, товарный знак, наименование страны происхождения, какие-то дополнительные документы. Вот я представил совершенно на простом примере, который у нас фактически говорит нам о том, какие у нас виды закупок товаров, работ, услуг самые популярные. Это продукты питания в основном, которым пользуются школы, детские сады, лечебно-профилактические учреждения. Мы можем посмотреть, что там разместили, и там вот такие-то организации в тестовом режиме, да, мы это попробовали. Можно искать по коду КПД, по коду КТРУ товаров, работ, услуг, да,
каталогу, по региону конкретно и даже по наименованию. Ну и конкретно, если я открыл позицию, можно ее посмотреть, что здесь зафиксировано, какие конкретные торговые марки. Более того, этот поставщик должен определить по коду и классификатору АКТМО именно регион и муниципалитет поставки. Ну и, соответственно, срок действия какого-то конкретного предложения и само сведения о поставщике. Значит, и также он заполняет какие-то требования в отношении того, что если это, например, может быть или был лицензированный вид деятельности, или какие-то дополнительные сведения в отношении наших конкретных требований с точки зрения закона. Значит, и участник размещает это предварительное предложение, да, на электронной торговой площадке. Ну, достаточным вот здесь перечислены, какие сведения являются, и он говорил еще раз, выбор товара из каталога, указание его конкретных значений, регион, муниципалитет, да, и подписывает, соответственно, сохраняет. Далее уже непосредственно государственный муниципальный заказчик на сайте единой информационной системы, либо с использованием электронной торговой площадки может составить извещение, что ему нужно. Мне нужно там продукты питания, канцтовары, продукты ГСМ, лекарственные препараты, еще какие-то аналогичные товары, работы, услуги, которые потребность его составляет. Обязательно это сделать с использованием так называемого каталога товаров, работ, услуг и разместить это в блоке «Мои извещения». То есть конкретно заполнить все вот эти позиции, выбрать то, что ему необходимо, внести какие-то требования, и здесь это же отображается сразу сведения о самом заказчике. То есть вот, пожалуйста, мы там проводили тестовый, да, эту закупку со стороны, соответственно, вашего региона. Это извещение также содержит определенный проект контракта. И обратить внимание, что наша электронная торговая площадка в течение 1 часа, то есть достаточно 1 часа, чтобы площадка собрала 5 лучших предложений, содержащих, соответственно, наименьшие цены по этому региону от поставщиков, которые есть. И, соответственно, присвоила соответственно, этим поставщикам и этим предложениям соответствующие порядковые номера. Ну и, соответственно, дается 1 рабочий день со стороны закона заказчику для того, чтобы он, соответственно, выдал решение в отношении того, допускает он или отклоняет заявки. То есть это уже можно делать в разделе «Мои закупки». Пожалуйста, обратите внимание, я здесь показываю на слайде классический пример таких закупок, которые уже завершены или которые находятся на стадии рассмотрения. Да? Ну и, соответственно, все это потом в силу того, что у нас дальше происходит непосредственно итоговое формирование такого итогового протокола, где определяется победитель, дальше у нас это переходит в стадию заключения контракта. Заключение контракта происходит в 10 дней. То есть мы даем возможность с учетом новой процедуры по части 12, которая вступит в силу лишь 1 апреля 2021 года, уже у нас готовая разработка, которая нам говорит о том, что в течение 1 часа с момента того, как вы просто написали то, что вам необходимо, мы уже выдадим вам готовые предложения с ценами, определим их, расформируем в порядке убывания стоимости непосредственно, и вам нужно будет только просмотреть эти заявки и принять решение в отношении того, готовы ли вы или не готовы заключать с этим участником контракт. Ну и, соответственно, заключение контракта происходит в течение 10 дней. Эти 10 дней предназначены, во-первых, для заключения контракта, во-вторых, для обжалования результатов и действий торгов, если, например, с действиями заказчика, например, не согласны некоторые участники. Ну и, в принципе, все. Вот, несмотря на то, что там у Сбербанка СТ достаточно большое количество сервисов, мы вот решили, что сконцентрировать свое внимание на вот этом отдельном аспекте, новом механизме, который появляется лишь в следующем году, 1 апреля 2021 года. В целом, по моей презентации все. Алексей Васильевич, уважаемые участники, спасибо за внимание. Светлана Маратович, спасибо огромное за ваше выступление. Коллеги, напоминаю про возможность задавать вопросы в чате. И я хотел бы для перехода к сессии выступлений резидентов IT-парка Республики Саха-Якутия, уверен, что эта сессия будет интересна буквально всем. Я хотел бы сказать о том, что со стороны Сбера в этой сессии присутствуют не только представители дочерних зависимых обществ, не только представители
подразделений банка, но и эксперты от акселератора Сбера. И я хочу передать слово для модерации сессии IT-парка Петру Васильевичу Николаеву, заместителю министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия. Петр Васильевич, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Алексей Васильевич, спасибо. Да, вот мы планировали сегодня выступление наших резидентов. Это является немножко, то есть немного нестандартный вариант проведения цифрового дня, насколько мне известно. Надеюсь, их доклады будут для вас интересны, и мы надеемся, что это вырастет в большое партнерство между нашими резидентами и компанией Сбербанк. Сейчас у нас в целом выступит 6 резидентов. Постараемся тоже как-то кратко, емко, интересно донести информацию о наших проектах. Первый выступающий – это у нас компания OneClick, Дандинджапов Баир. Пожалуйста, коллеги. Добрый день, всех приветствую. Демонстрацию экрана сейчас включу. Так, использование. Все видно, да? Да, видно, Баир. Ага. Мы представляем платформу, цифровую аналитическую платформу OneClick Якутия. А портале – это инструмент, через который граждане могут инициировать свои идеи, предложения, мнения, участвовать в каких-то различных конкурсах и взаимодействовать с государством и органами государственной власти. Возможности для пользователей, то есть пользователи могут оставлять различные свои проблемы, на которые мы научились очень быстро реагировать. Промежуточный ответ пользователь получает в течение суток, а уже сам ответ и какое-то решение он получает там за 2-3 суток. Плюс, если есть проблемы какого-то острого характера, наша группа выезжает на место и уже конкретно отрабатывает с жителями. Цель и задачи портала – это основная цель. Мы верим в то, что каждый житель нашей республики сможет сделать свой вклад в ее развитие. То есть у нас сейчас все разбито на цели. Первая цель – это нам необходимо привлечь 50 тысяч пользователей. На данный момент мы за буквально 8 месяцев где-то достигли 34 тысяч пользователей. И сейчас до конца года, наверное, добьемся этого количества. Далее мы хотим сделать так, чтобы каждый знал, что через платформу OneClick можно решить ту или иную проблему, участвовать в каких-то акциях, каких-то грантовых этих движениях, чтобы они могли так или иначе участвовать в жизни республики. Сегодня уже на данный момент жители постоянно отмечают наш Инстаграм, если какая-то проблема возникает, и нам это очень все нравится, и видим, что динамика идет, население очень хорошо реагирует на это все. Мы разделили к этой презентации средний тип пользователя, это 28-35 лет, основная масса людей, которые сегодня зарегистрированы на платформе. Позиционирование OneClick – это в целом мы открытая площадка для взаимодействия с жителями и государством. Стараемся сделать так, чтобы жителям было максимально все понятно, чтобы мы быстро отвечали, реагировали и какие-то придумывали механизмы для быстрого решения каких-то проблем. Мы стремимся изменить образ человека сегодня к госслужащим, чтобы у населения в основном сложилось уже другое впечатление о этих работниках. Вот. Мы проводим различные мероприятия, рейды по заявкам, привлекаем разных партнеров для того, чтобы они участвовали с нами в каких-то мероприятиях, конкурсах. Допустим, мы провели недавно конкурс, где наш местный региональный банк провел конкурс дизайна на карту, которая будет выпускать цифровую карту, и, получается, много жителей участвовали и голосовали за, и выбирали именно внешний вид своей карты. Сейчас, на данный момент, мы разрабатываем сервис EcoClick. Мы заметили, что мы очень любим и бережем свою природу, и появилась потребность сделать сервис для жителей, чтобы они участвовали в различных акциях, субботники, и могли получать за это дополнительные баллы. За эти действия они могут получать какие-то баллы, которые в будущем могут потратить на какие-то предложения от наших партнеров. То есть у нас будет киоск, marketplace,
где мы всех привлекаем. Можете к нам написать, как-то выйти на нас. Мы готовы вас разместить и придумать какую-то коллаборацию в этом направлении. Сейчас многие магазины стали ставить точки, где они могут сдать батарейки и получать какие-то за эти баллы, ну, за эти батарейки баллы. Мы тесно работаем с точкой кипения. Точка кипения – это пространство коллективной работы. Там активно обсуждают разные, постоянно форсайты устраивают, и мы продумаем, как сформировать целую экосистему для жителя, чтобы они могли не только обсудить, но и довести какой-то иной проект до конца. То есть мы хотим создать на базе OneClick проектный офис, чтобы продумывать, координировать действия жителей и всех инициативных групп и доводить их проекты до реализации. Мы запустили сервис «Гранты главы». Это некий аналог президентских грантов. Соответственно, то есть все видят это и видят, что все открыто. Хороший кейс – это поддержка программ местных инициатив. То есть люди могут добавить свою идею в том или ином населенном объекте, округе, и люди сами предлагают. Далее администрации видят, какие есть проекты, выбирают самые актуальные, по мнению жителей, потому что они за нее проголосовали. Далее идет уже итоговое голосование, где организации помогают найти спонсоров, упаковать смету, и само Министерство финансов выделяет некие субсидии для этих проектов, чтобы их реализовать. То есть это инструмент некой коллаборации жителей, спонсоров, инициативных групп и, соответственно, государства. Это очень сильно помогает людям дать то, что все открыто, что они могут влиять, что их идеи могут быть услышаны, и они могут улучшить свою жизнь в своем районе, где они живут. То есть в целом мы думаем, что со временем мы станем такой экосистемой, где будет много проектов различных, а если будет много проектов, будет сильная конкуренция, а если будет сильная конкуренция, будут качественные проекты, а качественные проекты сделают нашу республику красивее. В принципе, у меня все. Есть какие-то вопросы, готов ответить. Спасибо, Баир. Ну, я думаю, обсуждение будет тоже на уровне круглых столов, либо можете в чате добавить свои вопросы, Баир сможет ответить на них. Спасибо. Следующее у нас выступление компании «Кинестетика», Сыромятников Николай. Николай, пожалуйста. Сейчас настрою. Всем видно же, да? Да, видно. Можете начинать. Так, меня зовут Сыромятников Николай. Приветствую всех участников цифрового дня. Разрешите представить вам проект цифровой платформы для реабилитации детей с церебральным параличом и с двигательными расстройствами Plenty-Go. Какую проблему решает наш продукт? Это невозможность сохранения непрерывного процесса реабилитации. Так как традиционная реабилитация для детей предусматривает только несколько курсов в год, каждый из которых длится около 20 дней, и эти курсы достаточно далеко друг от друга расположены во временном промежутке, и около 300 дней ребенок сидит дома. И вот эти 300 дней мы хотим оставить для Plenty. Что такое Plenty-Go? Это простой и эффективный инструмент для домашней реабилитации. Платформа развивает когнитивные и физические навыки у детей. Интуитивное и понятное управление позволяет легко управлять Plenty с помощью наклонов тела ребенка, а семьям легко контролировать реабилитационные занятия. Есть совместные режимы в играх для всей семьи, и не требуется специалист для настройки программного обеспечения. Как это работает? Для управления персонажем в игре мы используем акселерометр и приложение в смартфоне. И гаджет с запущенным приложением устанавливается специальный крепеж, а игра транслируется через облачный сервер на экран компьютера, ноутбука или смарт-ТВ. Вот как выглядит сам специализированный нагрудный крепеж. Он разработан специально для нашей платформы. Туда устанавливается смартфон, который надежно фиксирует устройство на
туловище пользователя и позволяет ему легко двигаться. Собственно, сами игры, их у нас 3. 4-я игра сейчас находится в разработке. Ну, как идет реализация? Мы используем в B2C-сегменте подписку на программное обеспечение. Для B2B сегмента мы используем продажи лицензии реабилитационным центрам. Также мы сейчас недавно начали работать с некоммерческими организациями, которые закупают доступ для семей с ограниченным, для детей с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Ну и также реализация брендированной продукции для обеих сегментов. Наше отличие от конкурентов, самое главное отличие от конкурентов заключается в наличии многопользовательского режима. Мы можем запуститься с любых устройств, и общедоступность устройств захвата движения обуславливается именно наличием использования самого смартфона. И каждый смартфон имеет датчики, которые позволяют нашей платформе работать корректно. И из-за этого вытекает другое преимущество. Нашу платформу очень легко использовать. Мы получили отзывы от практикующих специалистов, которые хорошо отзываются о нашем проекте, о нашей цифровой платформе. И также мы получили очень хорошие отзывы от семей и самих детей. 7 игры очень понравились, и самое главное, вот их требование, это, чтобы было у нас побольше игр. Самое такое значимое событие в 2020 году, в котором мы поучаствовали, который мы организовали, это совместная программа по обеспечению семей в Республике Саха-Якутия инновационными средствами домашней реабилитации. Что это значит? Это значит, мы 51 семьи из Якутии с детьми с ДЦП и иными нарушениями опорно-двигательного аппарата, мы предоставили комплекты Plenty Go именно бесплатно с годовым доступом. Мы работали совместно с общественной организацией «Лучики света» и с некоммерческой организацией «Целевой фонд будущих поколений», которые общественные организации профинансировали для закупок наших комплектов. Наша команда состоит из 5 человек, она небольшая, состоит из специалистов в сфере медицины, разработки, геймдизайна. Мы первые выпускники акселератора B8, выпускники акселератора «Начни иначе», который организует Росбанк совместно с Impact Hub Moscow. Также мы участвуем в многочисленных конкурсах, выставках, побеждали в Global Fitness Evolution и являемся резидентами технопарка Якутия и биомедицинского кластера фонда Сколково. И презентацию хочу завершить такой прекрасной фразой, как «Реабилитация должна быть веселой для детей всех возрастов». Если у вас есть вопросы, можете сохранить у себя QR-код, сфотографировать. Мы обязательно ответим, напишем. И мы очень такая открытая и общительная команда, и мы ждем ваши письма. Хорошо, Спасибо. Николай. Николай, спасибо. Надеюсь, обратная связь будет. И кто-то свяжется с вами, так скажем, да? Следующая компания у нас Smart Unit. Петухов Артем. Артем, пожалуйста, вы на связи? Всем добрый день. Меня зовут Артем Петухов, компания Smart Unit. Так, сейчас я призыв включу. Я кратенько вначале расскажу вообще по нашему флагманскому проекту, а потом перейдем к более частным вещам. Так, видно, да? Алло, видно? Да, видно. Да, все. Ага. Ну, то есть вначале несколько слов о том, кто мы такие, да, и вообще чем занимаемся. То есть компания у нас, как Smart Unit, работает с 2012 года. До этого мы достаточно много поработали в крупных российских компаниях, то есть это InVision, Микротест, Гарант, там Кирилл и Мефодий, ну, еще целый ряд крупных IT-компаний. То есть на сегодняшний день флагманским продуктом у нас является платформа Smart, так мы ее назвали. То есть это программный комплекс, который позволяет делать самые разные решения. То есть работает он по типу конструктора Lego. Сейчас более подробно скажу. То есть технологии, которые мы используем, это Node, React и Loopback. То есть главный
смысл этого слайда, да, то, что аналогичную технологию, стек-технологии сейчас используют там лидеры рынка, это и Google, и Facebook, Яндекс, IBM, в том числе, кстати, Сбербанк частично какие-то решения использует. Но преимущество платформы в первую очередь это мы работаем с любыми базами данных, то есть в принципе никаких ограничений нет. Ну и приходилось на практике это неоднократно применять. То есть вообще по архитектуре и концепции создания самой платформы, да, мы, так как достаточно много поработали с разными ERP-системами там, и прочими платформами, мы пришли к выводу, да, за время работы, что все информационные системы, которые мы когда-либо создавали, они имеют сходную анатомию. То есть 70% всех систем, они, грубо говоря, друг друга дублируют. То есть они имеют там подсистемы работы с базами данных, там GIS-системы, API, там справочники, отчеты, аналитика и все прочее. То есть вот эти вещи, они ну, практически 70%, там 70-60, одинаковые во всех системах. Поэтому возникла мысль, почему бы не сделать некое универсальное решение, которое позволит экономить вот эти 70%, за счет чего намного быстрее и дешевле создавать разные решения. То есть, ну, по сути, мы обычно это показываем на таком слайде. То есть вопрос, что дешевле построить там 50 маленьких домов и для каждого создать инфраструктуру, или построить один многоквартирный дом на 50 квартир и использовать общую систему вентиляции, электроснабжения и всего прочего. Ну, как бы ответ очевиден, да, то есть вопрос риторический. То есть, естественно, дешевле строить многоквартирные дома. Собственно, многоквартирный дом – это вот наша платформа и есть. То есть кратенько по преимуществам платформы. То есть в первую очередь масштабируемость. То есть изначально платформа планировалась и реализована как облачное решение. То есть даже в случае работы с частными облаками, какими-то приватными, она все равно является облачной. То есть универсальность. По универсальности это отдельная там предмет нашей гордости. То есть в принципе платформа настолько универсальна, что мы делаем решения там абсолютно любой сферы. Еще не приходилось встречать какие-то задачи, которые мы не могли бы на платформе сделать. То есть это и торговые площадки, это и система автоматизации кинотеатров мы делали по продаже билетов, там афиши разные, там портальные решения, работа с железом, то есть достаточно тоже плотно. Мы делали там, например, систему автоматизации для метрополитена. Делали разные ситуационные центры, вот в том числе один из там, крупнейших проектов – это ситуационный центр управления транспортом в одном из самых крупных городов России. Это ситуационный центр противодействия ковиду. Вот в этом году проект был реализован. Ну, то есть, в принципе, ограничений нет. Если нам понадобится там автоматизировать, грубо говоря, там космодром, ну, давайте методичку, сейчас разберемся и сделаем. То есть еще один большой, ну, тоже предмет нашей гордости – это интеграции. Мы очень много работали с интеграцией. Например, вот когда мы делали систему по ситуационному центру управления транспортом, там порядка 40 разных систем интегрировано было в одну систему. Причем этот проект с нуля мы сделали за полгода. То есть если говорить о проекте, например, противодействия ковиду, тоже достаточно сложное решение, там заинтегрированное с мобильными операторами, с системой видеонаблюдения, мы сделали его буквально за 2 недели и запустили в продакшн. То есть очень быстро. Ну, потому что как бы ситуация была такая, что надо было делать очень быстро. По экономичности, то есть достаточно широко используемые технологии, поэтому стоимость невысокая на разработчиков. По адаптивности тоже изначально платформа, она адаптивная, ну, то есть рассчитанная на мобильные устройства. И low-code – это вот последняя фишка, которой мы сейчас активно занимаемся, это использование визуальных конструкторов, то есть что позволит еще более сократить время разработки. То есть мы планируем вот к Новому году завершить, то есть это конструктор моделей, сущностей, конструктор отчетов и конструктор форм. Ну, по сферам применения я особо останавливаться не буду, потому что я про это уже рассказывал. То есть, в принципе, тут много чего. То есть мы работали в разных сферах. Это не какие-то пустые звуки. То есть в том числе мы сейчас активно работаем на рынок SaaS. То есть у нас сейчас один из основных проектов – это SaaS ERP и SaaS «Умный город». То есть вот по «Умному городу» я сейчас расскажу дополнительно. Достаточно интересный проект. Я думаю, что он такой необычный.
То есть вот, довольно долго мы в этом вопросе варились по умным городам, и то есть заметили одну закономерность, да, которая присуща практически всем решениям в сфере умного города. Это высокая стоимость. Я не говорю не только про Россию, вообще про мир. То есть все мы знаем там про цифровые Сингапуры, Бостоны, Лондоны, Берлины, Москву и все прочее, да. Но бюджеты построения таких умных городов, они просто космические. То есть мы посмотрели статистику по России, получилось, что более-менее на эти бюджеты могут рассчитывать около 20 городов России. То есть остальные 17 тысяч населенных пунктов, они останутся за бортом, скорее всего, и не будут охвачены вот этими системами умных городов. Причем в последнее время вот мы достаточно тесно общаемся с небольшими населенными пунктами и видим, что потребность в умных городах, несмотря на то, что это небольшие населенные пункты, она огромная. Но проблемы, естественно, совсем другие. То есть если мы говорим о городах уровня там, Москвы, да, Петербурга, Лондона, того же самого Бостона, это и там управление дорожным трафиком там, и вот прочие такие глобальные вещи, да, это работа с Big Data, там, с распознаванием образов и прочее. Допустим, если мы говорим о небольшом населенном пункте, это может быть проблема возникновения пожаров в обыкновенных маленьких деревянных домах или проблема контроля подключения газовых котлов, потому что, ну, грубо говоря, если уходит электричество или какой-то перепад случается, котел отключается, дом замерзает. То есть, в принципе, казалось бы, несложная проблема, но если мы говорим о небольших населенных пунктах, это действительно серьезная проблема. То есть, что касается пожарки, это прям очень серьезная проблема. В Якутии, я думаю, что это не исключение по всей России. То есть дома горят каждый день и горят жертвами. То есть то же самое касается там мониторинга транспорта, мониторинга скота, там, управления теплицами, мониторинга экологической обстановки. То есть вот эти все решения, они на самом деле востребованы в небольших населенных пунктах. Останавливает единственное – это высокая стоимость. То есть вот эту высокую стоимость мы в своем проекте собираемся решить за счет использования SaaS-технологий. То есть предоставив не покупку дорогого коробочного решения, а сервис. Причем этот сервис будет, естественно, модульный, то есть мы разбили на большое количество маленьких подсистем. То есть, например, для Якутии актуально там мониторинг мерзлоты, да, почвы. Для Камчатки это совсем неинтересная история, и она им не нужна, но зато им нужна сейсмология. То есть поэтому заказчик сам сможет выбрать определенный набор. То есть, например, даже если говорить про наши районы республики, то есть, например, аграрные районы, где важен там мониторинг скота, а есть промышленные районы, где одним из важнейших модулей это будет мониторинг экологии. То есть вот, и таким образом вот эти вот системы будут внедряться в небольшие населенные пункты. То есть сейчас мы активно переговоры ведем, и интерес большой. То есть по модулям, то есть мы сейчас выстраиваем, грубо говоря, у нас есть определенное количество модулей уже готовых, и выстраиваем по потребности, какие нужно будет в первую очередь реализовать. То есть реализованы, естественно, они будут на нашей же платформе, что позволяет достаточно быстро создавать эти модули. И что самое главное, это модули, которые именно востребованы. То есть мы не делаем ненужные вещи, то есть, только то, что необходимо заказчику. То есть вот, времени, к сожалению, мало, да, для двух таких интересных проектов, то есть по платформе и по умному городу. Поэтому вот я презентацию закончу. Если кому-то это будет интересно, можно там позже созвониться или соскайпиться, и я расскажу полную версию. Если вопросы есть, можете задавать, я с удовольствием поотвечаю. Артем, спасибо. Если вопросы есть, коллеги, пишите, пожалуйста, в чате, либо звоните вот Артему на указанный номер. Да, спасибо большое за презентацию. Алексей Петров, SberX B2B. Вы знаете, действительно сейчас наблюдается такой тренд касаемо умных городов. И есть как бы у нас продукты, там, спецпроекты и так далее. Мне кажется, будет здорово чуть-чуть более глубже погрузиться в специфику продукта, который у вас есть. И, вероятно, что-то может получиться интересное.
Да, отлично, с удовольствием пообщаемся. Хорошо, Алексей, я услышал, и давайте мы, может быть, Алексей Васильевич, тоже при вашем содействии организуем отдельный, ну, как бы отдельный то есть сбор, обсуждение и так далее. Я готов принять тоже в этом участие, ну, организовать эту встречу, чтобы Петр более Васильевич подробно. принимается, да, мы обязательно контактами поможем обменяться и примем участие в совместном. Хорошо, спасибо. Идем дальше, у нас время поджимает чуток. Компания «Медсеть», Николаева Лена, пожалуйста, вы здесь? Так, здравствуйте. Меня видно? Вас, к сожалению, не видно. Алло. Ага, Да. вот так видно. Меня зовут Лена Николаева. Я представлю вам проект «Медсеть». Так, секунду. Мгм. Так, мы помогаем медицинским учреждениям пациентам стать ближе и упростить коммуникации, разгрузить регистратуру, повысить доступность и информированность о медицинской помощи. Основная проблема, которая существует сегодня у медицинских учреждений, это сложность в коммуникациях с пациентом по причине трудностей с дозвоном по телефону, нежеланием лишний раз ехать и с невозможностью удаленно посоветоваться со специалистом по различным вопросам. И, конечно же, нынешняя обстановка с ковид. И мы упростили коммуникации, теперь никаких ожиданий по телефону, получение актуальной информации просто, удобно и, очень важно, без сбоев. Что предлагает наш проект? Это облачное решение для клиник и работающее через браузер, а для пользователей это удобное мобильное приложение в телефоне, есть на платформе Android и iOS. Так, здесь вы можете видеть эффект, который принес наш сервис. И получается, поликлиники экономят свой бюджет. Сейчас по вызову на дом заявок больше всего приходится на педиатра. Подключены все поликлиники города Якутска, более 45 тысяч пользователей без вложений в маркетинг. Поступает более 1400 заявок в день. Проведено более 3000 онлайн-консультаций. Так, зарегистрированы все права на программу, соответственно. Так, еще здесь расскажу. Технологически это облачное решение. И в нынешних реалиях через Медсеть также безвозмездно организована официальная онлайн горячая линия Минздрава по коронавирусу. И в режиме онлайн консультируют специалисты Министерства здравоохранения. Решение закрывает актуальные потребности. Мы считаем, что наш опыт можно легко продублировать и внедрить в другие регионы. И расскажу немножко об успехах проекта. В 2019 мы стали победителем всероссийского конкурса проекта в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года». Также стали лауреатом в основной номинации «Лучший социальный проект года лучший социальный проект социального предпринимательства в сфере разработки IT-технологий, направленных на решение социальных проблем общества людей с ограниченными возможностями». Также стали победителями в номинации «Технологические инновации» специальной премии «Звезда Дальнего Востока» и победители конкурса технологических стартапов «Бизнес Приорити» на 5-м Восточном экономическом форуме в 2019 году. Так, важно отметить, что распространение у нас идет без вложений в маркетинг, то есть клиники и пользователи приходят к нам сами, что означает, что сервис нужный и востребованный обществом на данный момент. Также можете видеть отзывы пользователей, что пользователям нравится приложение, так как удобно и помогает экономить время. Все, спасибо за внимание. Это вкратце все. Если Хорошо. будут вопросы, да. Спасибо, Лена. Коллеги, если есть вопросы, пишите в чате. Давайте дальше двигаться. Следующий проект у нас компания IT-школа Алексея Ларионова. Коллеги немножко нестандартно решили презентовать себя, они подготовили ролик. Коллеги-организаторы, пожалуйста, я прошу включить ролик. Привет, меня зовут Алексей Ларионов, я основатель сервиса Metadoctor. Metadoctor – это конструктор, который прокачивает вовлечение любого образовательного продукта.
И эта проблема стоит остро у всех типов образования. Мы знаем об этом, потому что сами учим программированию. Наши курсы идут 2 года, и 80% наших учеников доходят до конца. В прошлом году знакомые курсы попросили нас помочь с дохождением. И у нас возникла гипотеза, что наши приемы можно применить везде, даже там, где мы не сечем. И в итоге мы повысили дохождение в среднем на 25%. И мы начали создавать крутые курсы вообще на любую тему. А потом пошли еще дальше и поняли, что можем формализовать нашу методологию и превратить ее в стартап. Сделали MVP в виде Google Дока, сделали 3 продажи, собрали обратную связь и поняли, что полетит. Ядром нашей методологии являются эмоции, потому что люди в целом очень сильно вовлекаются в то, что вызывает чувства. Такова наша природа. Но создание такого эмоционального образования в разы сложнее и требует большого методологического опыта. Поэтому так мало эмоций на рынке. И наша фишка в том, что мы взяли все лучшие практики, смешали с нашими и спрятали всю сложную часть, оставив пользователю только простой и понятный интерфейс. Можно сказать, что мы придумали, как оказуалить и автоматизировать придумывание учебной программы. Мы превратили все в интерактивную пошаговую инструкцию, где пользователю нужно просто отвечать на вопросы и заполнять поля. Например, для корпоративного курса по созданию продающих презентаций с помощью метадактора можно придумать такое задание. Сделайте презентацию о любимом фильме и покажите ее друзьям, чтобы они захотели его посмотреть. Конечно, это далеко не единственный наш прием, но на рассказ обо всех у меня бы ушло несколько часов. Зарабатывать будем по подписке. На самом деле на разработке курса работа не заканчивается. Его необходимо в дальнейшем тестировать, собирать обратную связь, менять, вносить правки и так далее. И мы дадим удобные инструменты для этого. Кроме того, мы заключим договора с различными LMS, чтобы пользователи могли сделать программу курса в метадакторе и сразу экспортировать ее в LMS и получить готовый к запуску продукт. На этом все. Спасибо за внимание. Мы вот-вот поделим образование на до метадактора и после. Присоединяйтесь. Спасибо нашим коллегам. Дополнительно хотелось бы сказать, что мы очень гордимся данной компанией. Алексеем лично знакомый, очень живой, интересный молодой человек. И проект действительно живет не один день, а уже несколько лет. Вызывает уверенность в его будущем и развитии этого проекта. И заключительный проект у нас, это компания GoGo Technology, это Баишев Дмитрий, пожалуйста. Так, здравствуйте, коллеги, всем привет. Добрый день. Я с телефона сейчас, как тут, сейчас сделаю демонстрацию экрана. Так, я сегодня хотел рассказать, на самом деле, так, слышно, да? Алло. Да, слышно вас. Сейчас, ага, вот он. Вот включили, ага. Про единую базу данных психиатрии и наркологии Республики Саха-Якутия, система «Ангел». Это наша разработка. На сегодняшний день существует проблема с выдачей справок. Я буду о земном, да, вот, как говорится, все мы сталкивались со справкой от нарколога, психиатра при получении водительского удостоверения. Но сегодня существует проблема фальсификации этих справок и получения справок лицами, которые страдают психическими расстройствами и состоящими на диспансерном наблюдении у врача либо нарколога, либо психиатра. Можно вот следующую? Да. И
получается, вот демонстрация экрана идет, да? Да, идет. Ага. Вот, получается, человек, который сегодня, вот, например, поставлен на учет в районе, да, в каком-нибудь районе у психиатра-нарколога, может спокойно через месяц или через 2 поехать в другой район, либо в город, и, ну, к нам, Якутск, да, и получить справку о том, что он совершенно здоровый человек. Почему так происходит? Потому что вот именно из-за отсутствия единой базы психиатрии и наркологии. Эта проблема существует во всей России, и пока не разработана вот эта система, но вот нами уже создана, так скажем, стартовая версия этой системы, и уже сейчас практикуется в частной клинике в городе Якутске, а именно в клинике Наркомед. Вот. Что даст система Ангел? Это даст отсутствие фальсификации, так как система будет работать по зашифрованному каналу между ведомствами Росгвардии, где выдается разрешение на ношение и хранение огнестрельного оружия, также с МВД, ГИБДД, и вот с медицинскими учреждениями, которые вот имеют право выдавать справки и о здоровье, о состоянии здоровья человека. Вот. Все будет, справка будет выдаваться как на бумажном носителе, так и на цифровом. Ну, то есть по каналу можно будет посмотреть именно вот действительно это справка или нет. Вот сотрудникам Росгвардии и ГИБДД, МВД. Вот. Далее, при поступлении на работу тоже такая же аналогичная справка выдается о том состоянии здоровья человека, и это тоже будет включено как бы, ну, в систему. Что облегчит работу не только работу врача, нарколога, психиатра, но и нашу с вами жизнь облегчит, так как сейчас, на данный момент, если человек устраивается на работу в месте, где он не прописан, то обязательно при устройстве на работу требуется справка от врача по месту прописки, что очень затрудняет тоже вот жизнь людям. Я уверен, что все мы сталкивались с этим, и у нас в GoGo Technology вот есть предложение в Минздраву Республики, также всем заинтересованным лицам, кто хочет с нами вот внедрить эту систему уже в 2021 году, мы готовы рассмотреть все предложения. У вас все, да, Дмитрий? Ну, да, пока все, да. Ну, в завершении было бы неплохо, Дмитрий, показать ваши контакты. Ну, есть у вас, да, слайд такой? Может, коллеги Так, заинтересовались? не, я в чате напишу. Ага, либо в чате Да, напишите, свои пожалуйста. данные. Хорошо, Ага. спасибо, Дмитрий. Ну вот наш пул проектов завершен. Всем спасибо за внимание, спасибо нашим ребятам. Надеюсь, наши проекты были для вас интересны и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо. Предлагаю дальше продолжать, Алексей Васильевич. Да, Петр Васильевич, спасибо огромное и за содержательность выступлений, и за их компактность, и такую вот хорошую очень насыщенность. Кроме того, вы так достаточно успешно ликвидировали тот зазор по времени, который предыдущие ораторы от группы компании Сбер успели наработать. За это отдельное спасибо. Мы благодаря этому практически без потерь войдем в сессию. Но, тем не менее, я хотел бы попросить наших коллег, экспертов, у кого есть возможность сейчас высказать свое мнение и какую-то свою оценку и возможности развития сотрудничества по представленным проектам резидентов IT-парка Якутии, обозначить их сейчас, хотя бы какие-то вот базовые моменты. Мне кажется, это было бы важно. Но, несомненно, в ближайшем времени мы вернемся ко всем резидентам, ко всем проектам с обратной связью, ну, такой более подготовленной, что ли, но просьба, у кого есть возможность, дать оперативную обратную связь прямо сейчас.
Коллеги? Давайте, наверное, я пару слов тоже скажу. Алексей Петров, Сберекс B2B. Во-первых, большое спасибо за подготовленные материалы. Получилось действительно классно. И меня, на самом деле, больше всего поражает, как проекты в непривычные отрасли начинают развиваться и так далее. История там про engagement, про помощь детям, развитие детей и так далее. Давайте, наверное, тогда отдельно уже после мероприятия пообщаемся. Вот. Я думаю, что-то будет интересное. Спасибо. Алексей, спасибо большое. Да, мы уже договорились, что мы отдельную сессию организовываем с вашим участием. Принято, взяли в работу. Да, хотелось бы согласиться и сказать, очень интересные проекты. И действительно, как-то не ожидалось, что они будут настолько зрелые. Радует то, что уже есть продажи, то, что действительно там основные гипотезы проверены. Ну и в целом действительно палитра проектов очень разная, начиная от Smart City и заканчивая различными социальными и важными проектами. Поэтому большое спасибо, было очень интересно послушать. Можно? Так, можно слово, коллеги? Так, да, я вот пользуюсь случаем, что мы разговариваем со Сбербанком. Извините за то, что я не подготовился по основному нашему проекту флагманскому. Это у нас GoGo Курьер, который сейчас работает в 7 городах. И хотелось бы со Сбербанком вот поговорить отдельно, если это получится, по поводу доставки Сбермаркета. У нас есть огромная база курьеров, которые сейчас работают в Якутске и в Казахстане в одном городе, и вот в России еще в 7 городах. И у нас есть предложение, и если это интересно, то хотели бы с вами уже отдельно тоже поговорить. Вот. Спасибо. Да. Можно сказать? Петр. Пожалуйста, Михаил Михайлович. Здравствуйте, Михаил Михайлович. И вот тут Михаил это Седоков, кажется, это сказал мысль, что вот интересует, что такие непривычные отрасли есть, в которых наши резиденты участвуют. А я хотел бы сказать, что есть одна отрасль очень консервативная, в котором наши резиденты тоже довольно активны. И вот это огромная отрасль, это образование. Вот Алексей Ларионов выступал, и я еще могу сказать, что образование – это большая государственная задача, где огромные деньги, огромные институты целые, образовательные, дополнительные и так далее. И это все как условно бесплатно, государственное. А вот у Алексея, у него не государственное. И вот выдержать конкуренцию с государственными системами и быть востребованными, и иметь большой выхлоп – это большое искусство. Я думаю, Сбербанку надо обратить внимание именно на такую отрасль, потому что она очень емкая. И с другой стороны, если вдруг дети будут испытывать интерес вот таким формам, это подстегнет государственное образование на улучшение. Сейчас оно не чувствует по-хорошему конкуренции. Я знаю, что есть у Сбербанка это Сберкласс и подобные вещи, но это немножко другое. Поэтому, соответственно, было бы хорошо состыковать нашего резидента. Там еще есть кое-какие вещи с тем фондом, который возглавляет Ракова Марина Николаевна, наверное. Вы все гораздо ближе, а нам немножко, возможно, сложнее. Если в этом плане вы сделаете, то вот та технология, которая лангридов составления, она на самом деле достаточно интересная, революционная, и главное, она выстрадана. Алексей уже энное количество лет держится на рынке, и причем довольно долго держится на рынке, и успевает все. Поэтому, соответственно, я хотел бы обратить внимание на этот проект. Но мне ближе образование, исследовательская работа связанная. Поэтому, соответственно, нам, многим государственникам еще расти до Алексея. Ну, я академическая наука, я немножко не конкурирую с ним, поэтому я вижу со стороны, и я вам настоятельно рекомендую. Спасибо. Спасибо, Михаил Михайлович.
Обязательно учтем это мнение, Михаил Михайлович. Спасибо большое. Коллеги, если сейчас нет больше желающих высказаться от экспертов Сбера, я предлагаю сделать небольшой перерыв и буквально с минимальным смещением от заранее намеченной программы начать работу сессий круглых столов. Они у нас были намечены на 17:00 по якутскому времени. Я предлагаю начать их в 17:10 после небольшого, буквально 7-минутного перерыва. Очень популярно можно, как мы в эти комнаты переходим. Не одна, там есть инструкция, но опять надо ее читать. У нас возвращайтесь по ссылке в общий зал или оставайтесь с ней, мы распределим. Хорошо, мы выиграли конкурс «Как самая читающая республика». Читайте. Что мы выиграли? Конкурс «Как самая читающая республика». Ну тотальный диктант мы выиграли, да. Спасибо. Те, кто не смог распределить самостоятельно, мы распределим силами наших технических операторов. Мы сейчас почитаем, разберемся. Книжки, буквы знаем. Так, спасибо. Михаил Михайлович, как обычно, да, академическая наука нас потянула вниз. Да, ну ладно, началось. Я всегда впереди. Увидимся в 17:00 по якутскому времени. Ой, в 17:10, прошу прощения, в 11:10 по московскому.